Уважаемые коллеги, добрый день. А, Здравствуйте всем, кто сейчас в данный момент находится на нашей коммуникативной площадке. И, безусловно, мы ждем всех остальных, которые буквально вот с минуты на минуту должны тоже у нас подключиться, наших стажеров, которые принимают участие в стажировке, наших гостей. Поэтому всех приветствуем, всем добрый день. Сегодня мы работаем днем. И с сегодняшнего дня ежедневно до завершения недели мы будем встречаться именно в дневное время для того, чтобы профессионально и очень интересно общаться. Поэтому, дорогие коллеги, вчера не все из вас были с нами до конца. Вчера был хороший такой интересный, профессионально вкусный день в плане экскурсии в 12-й детский сад город Усинска, потому что мы оказались и немножко подсмотрели за тем, как живет этот детский сад, как живут его замечательные педагоги, его замечательная команда, коллектив, дети. И в одном из роликов, если вы помните, очень было хорошо сказано о том, что именно формат онлайн-взаимодействия, который был у нас весной 2020 года, дал еще больше почувствовать этому детскому саду, 12-му, я про вчерашний детский сад говорю, о том, что они одна большая семья. И мне кажется, это такой вот вывод, он просто не то что замечательный, а именно тот вывод, который, наверное, сегодня помогает нам всем профессионально идти вперед. Поэтому еще раз от лица нашего института, от лица наших стажеров, да, мы выражаем огромную благодарность 12-му детскому саду, который вчера задал достаточно высокую планку трансляции имеющегося опыта профессиональной деятельности пока в формате онлайн, без пока обратной связи, но я думаю, что в будущем мы обязательно этому тоже научимся. И сегодня, вернее вчера, прошу прощения, мы с Еленой Сергеевной Боровченко, руководителем творческой группы педагогов 12-го детского сада, передали эстафету в 20-й детский сад города Усинска. Поэтому сегодня нас в гости, и я уже видела здесь, Наталья Васильевна написала, что мы приглашаем вас в гости, мы как бы рады, мы вас ждем, да, и поэтому сегодня мы передаем эстафету тоже в не менее прекрасный детский сад номер 20 города Усинска. Этот детский сад, он является федеральной инновационной площадкой по реализации программы «Вдохновение». Но с 1 июля тема инновационной деятельности для наших вдохновенцев, она сменилась. Поэтому надеемся, конечно, что и этот детский сад, он подключится к аспектам развития, я бы так сказала, качества дошкольного образования немножко на другом уровне понимания. Поэтому много всего интересного ждет наших вдохновенцев впереди. Я думаю, что все обязательно сложится. Поэтому также вот небольшую, если характеристику давать, этот детский сад у нас в прошлом году стал призером республиканского конкурса «Лучший детский сад года» 2019, а это означает, что на уровне республики профессиональным сообществом данный опыт признан. И в этом же детском саду у нас работают прекрасные специалисты, которые являются неоднократными призерами конкурсов профессионального мастерства «Воспитатель года». И я надеюсь, что вот весь такой цвет этого детского сада, все то, чем он живет последний год, вот мы постараемся вам сегодня это показать. Поэтому, уважаемые стажеры, я вижу, практически все подключились, поэтому еще раз здравствуйте, еще раз всех приветствуем. Пожалуйста, какие-то вопросы, понимание, непонимание, как-то можете отражать, задавать в чате, задавать в вкладке вопросы. Можно вас назначить спикерами, мы можем предоставить вам слово, чтобы вы что-то сказали и какую-то обратную связь дали. До 4 человек мы можем пригласить в нашу вебинарную комнату, поэтому, пожалуйста, кто желает именно что-то говорить, не писать, то просто дайте об этом знать, напишите мне, и мы дадим вам права для того, чтобы вы могли тоже высказываться, и хоть какую-то такую обратную интерактивную связь мы могли бы с вами держать. Елена Сергеевна, я знаю, что вы здесь, у вас права еще спикера, поэтому вы тоже можете подключаться, тоже можете давать какие-то комментарии, тем более ваш детский сад также апробирует подходы, заложенные в программе вдохновения.
Поэтому сейчас к профессиональному разговору я приглашаю команду специалистов детского сада номер 20. Пожалуйста, подключитесь. Кто будет там? Галина Анатольевна, да, Наталья Владимировна, сейчас посмотрим. Наталья Владимировна, да. Наталья Владимировна, добрый день. Скажите что-нибудь. Добрый день. Все в порядке, все в порядке. Уважаемые коллеги, значит, разрешите представить Наталья Владимировна Домаркова. Это учитель-логопед детского сада номер 20, руководитель группы и детского сада в качестве республиканской стажировочной площадки и, соответственно, руководитель творческой группы, помощник очень верный творческой группы, которая у нас занимается реализацией программы вдохновения. Поэтому у коллег свой есть план, свое есть видение, как можно сегодня представлять чем они живут. Поэтому с удовольствием, Наталья Владимировна, с огромным удовольствием предоставляю вам слово. Я буду с вами обязательно до конца, постараюсь обязательно быть. И еще, конечно, выйду, наверное, в конце в эфир. Поэтому спасибо, удачи, в добрый путь. Все сложится, все получится. Успехов, коллеги. Спасибо большое, Татьяна Валерьяновна. Уважаемые коллеги, я рада вас всех приветствовать. Сегодня я буду, вот такой ведущей нашей виртуальной встречи. Мы всегда очень радушно принимаем гостей, когда вы приезжаете к нам в гости сюда, в наш Усинск, в наш детский сад. Но мы думаем, что вот сегодняшняя встреча, вот такая виртуальная, она пройдет не менее интересно, и вы почувствуете нашу доброту, наше радушие, наш такой хороший, ласковый прием. И мы очень будем рады, если вы будете задавать нам вопросы. Может быть, кто-то вот так онлайн спросит или что-то напишет, мы с удовольствием вам ответим. Ну а сейчас я хочу представить слово нашему заведующему Антипиной Галине Анатольевне. Она по традиции будет открывать нашу с вами встречу. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады вас приветствовать в детском саду «Журавлик» города Усинска в рамках работы нашей виртуальной стажировки. Но в первую очередь от себя лично и от всего-всего нашего коллектива хочу вам пожелать всем плодотворной и творческой работы. Мы надеемся, что представленные нами видеоматериалы и комментарии к этим видеоматериалам будут вам очень интересны и полезны. А все наши новинки, какие-то наработки, всевозможные находки, которые мы применяем в работе с детьми, вы сможете использовать и в своей работе. Хочется, чтобы программа вдохновения вас заинтересовала, вдохновила на поиски новых педагогических решений и открытий. По традиции мы предлагаем вам виртуально познакомиться с нашим детским садом. А это муниципальное, бюджетное, дошкольное, образовательное учреждение, детский сад общеразвивающего вида номер 20 города Усинска, а коротко «Журавлик». Ну что, добро пожаловать в наш детский сад. Ну что ж, уважаемые коллеги, вот вы получили первое впечатление о нашем детском саду. Так коротко, обзорно посмотрели, чем мы живем. Конечно, в дальнейшем мы будем более углубляться в отдельные какие-то моменты. Ну и сейчас я хочу предоставить слово нашему старшему воспитателю Вильдановой Лире Рауфовне. Она вам расскажет, с чего началась работа по апробации программы вдохновения, какие именно аспекты мы осваиваем, реализуем, и насколько нам это удается, как это интересно получается, как это получается плодотворно. Пожалуйста, Лера Рауфовна. Добрый день, уважаемые коллеги. Вашему вниманию мы хотим вкратце рассказать об опыте нашего коллектива по образовательной программе вдохновения в части применения технологий «Детский совет» и преобразования развивающей предметно-пространственной среды. Решение вступить в эксперимент по апробации данной программы возникло у нас в связи
с требованиями и изменениями, происходящими в дошкольном образовании, а также нашим желанием обновить образовательный процесс. Экспериментальная работа по новой модели образовательной деятельности была определена в нескольких направлениях, которые вы видите на слайдах. Нами была создана команда, в состав которой входили заведующие, старшие воспитатели, специалисты, воспитатели и, конечно же, наши родители. На первом этапе реализации мы приобрели методическую литературу и наглядный материал, определили одну возрастную группу, в данном случае у нас она была средняя группа. Также на этом этапе педагоги стали изучать методическое оснащение данной программой и проектировать развивающую среду с учетом мнения детей. В настоящее время, где реализуется данная программа, развивающая предметно-пространственная среда организована так, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам помогает детям объединиться подгруппами по общим интересам. Материал в игровых центрах размещен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их под замысел. Они легко доступны, многие из них хранятся в прозрачных контейнерах, имеют название и обозначены картинками. В центре экспериментирования наши воспитанники изучают, получают новые знания и сведения в ходе практической деятельности, экспериментируют, творят, делают собственные умозаключения. Педагоги записывают мнения детей, их выводы, а сами ребята зарисовывают то, что у них получилось в результате исследовательской деятельности. Это выращенные кристаллы соли, ростки цветов, лука, разноцветная радуга и многое другое. Центр художественного творчества доступен детям в течение всего дня. Ребята по своей инициативе выполняют различные творческие работы. Благодаря этому центру раскрывается творческий потенциал детей, развивается воображение, самостоятельность, активность, совершенствуется ручная умелость. Дети пользуются канцелярскими принадлежностями, бросовым, природным, дидактическим, иллюстративным, наглядным материалами. Центр речевой активности стал средством формирования у дошкольников интереса и любви к художественной литературе. Эти центры оформлены в виде книжной полочки, открытой витрины. Представленный материал в центрах соответствует возрастным индивидуальным особенностям и потребностям детей. Центры не парадные, а рабочие. Они стимулируют детей на создание собственных книжек-малышек, посвященных различным событиям. В центре математики расположены логико-математические игры, такие как блоки Диеноша, палочки Кюзенера, геоконт-конструктор, дидактическое пособие Мате+, игры Воскововича, мозаики, пазлы и другие настольные игры. Занимаясь в центре математики, дошкольники в совместной и самостоятельной деятельности отрабатывают навыки, закрепляют уже имеющиеся знания, открывают для себя новые в области математики. Центр театрализации и музыки содержит различные виды театра, детские музыкальные инструменты, маски, которые создают в группе комфортную среду для развития театральных способностей детей. Данный центр призван сплотить ребят общей игровой деятельностью, в которой они смогли бы продемонстрировать все грани своего характера, возможно, еще неизвестные им самим. Трансформируемая среда позволяет педагогам создавать внутри одной комнаты пространство под разные задачи и не ограничиваться стандартной расстановкой мебели. Переносные ширмы, подиумы, мягкие кубы позволяют детям самостоятельно перестраивать пространство под замысел любой игры.
Мягкие подоконники служат местом для чтения, рассматривания книг, а также для активных игр. Для создания позитивного эмоционального настроя, атмосферы группового доверия, сплочения детского коллектива, в данных группах также используются различные стенды. Уголок настроения направлен на обогащение эмоциональной сферы детей, помогает понять педагогу, с каким же настроением пришел ребенок в детский сад. Звезда недели повышает самооценку ребенка. «Здравствуйте, я пришел», показывает, кто в детском саду сегодня будет общаться со своими друзьями. «Я сегодня молодец», говорит об успехах ребенка. Сад именинников создает положительную атмосферу в детском коллективе, помогает чувство товарищества, доброжелательности и дружелюбия. Параллельно с преобразованием развивающей предметно-пространственной среды начали апробировать технологию детский совет. Изучив соответствующие материалы, методические рекомендации, а также опыт работ наших коллег, мы пришли к выводу, что строгой структуры детского совета нет. Главным условием является включение детей в управление событиями, учет их инициативы. Детский совет в группах проходит утром, после завтрака. В обсуждении планирования дня иногда принимают участие специалисты, педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, а также родители. Детский совет проходит в виде круга, где дети, расположившись удобно, беседуют, делятся впечатлениями от недавних событий в их жизни, интересными историями. Длительность проведения также зависит от ситуации. Жесткой рамки нет. Все зависит от того, насколько всем хорошо вместе, насколько обсуждаемая тема интересна и важна. В ходе таких живых общений по инициативе детей рождаются очень интересные и непредсказуемые проекты. Одна из любимых частей детского совета, как говорят наши педагоги, это обмен новостями, так как предоставляет возможность поделиться своими наблюдениями, похвастаться интересными событиями. Темы новостей носят различный характер. Педагоги выслушивают каждого ребенка, без внимания не остается никто. На этом этапе происходит выбор темы и планирование. После эмоциональных высказываний, обсуждений рождается единая тема, которая расширяется через модель 3 вопросов. Что мы знаем, что еще мы хотим узнать и где узнать. Ответы фиксируются на специальном листе бумаги с указанием имени ребенка. Дальше дети расходятся по центрам. Здесь они обсуждают задания по выбранной теме, экспериментируют, помогают друг другу или обращаются непосредственно к педагогу. Обстановка в группе непринужденная, всегда присутствует естественный шумовой фон. Именно работа в центрах активности позволяет воспитанникам раскрыть свой творческий потенциал, проявить упорство в достижении целей и сформировать уникальный опыт. Кто-то сможет выступить в роли исследователя, кто-то станет компетентным советчиком для друзей, а кто-то проявит организаторские способности и смекалку. Подведение итогов деятельности происходит через демонстрацию детских работ и рассказов о том, что получилось, удалось ли выполнить все задуманное, что помогло и что помешало достижению целей. Уважаемые коллеги, любая новизна требует профессионального совершенства. За период внедрения образовательной программы команда вдохновенцев прошла обучение в городах Сыктывкар, Москва и Великий Новгород. Опытом своей работы по апробации программы вдохновения мы делились в рамках стратегической конференции «Образование 21 века. Инновации, преобразования, развития». Это февраль 2019 года.
На республиканской стажировочной площадке в ноябре и в марте прошлого учебного года онлайн-фестивале «Инновационное дошкольное образование Республики Коми» под названием «Лучшие для лучших». Это май 2020 года. Межрегиональные онлайн-конференции федеральных инновационных площадок дошкольного образования «Ярмарка педагогических идей. Улыбка вдохновения». Это июнь 2020 года. И онлайн-фестивали «Паруса вдохновения» ноябрь 2020 года. В заключение своего выступления хочу сказать, что внедрение образовательной программы вдохновения дало нам новое видение образовательного процесса в дошкольном возрасте, затронуло все основные направления: кадровые, организацию развивающей предметно-пространственной среды, подход к организации самой образовательной деятельности и, конечно же, в работе с родителями. Таким образом, сейчас мы можем сказать, что программа вдохновения ориентирует, вдохновляет на создание счастливых моментов общения с детьми, взаимных открытий, удивлений, преодоления трудностей и радости первых побед. Уважаемые коллеги, в своем выступлении я не стала так расширенно говорить о работе с нашими родителями, потому что этому блоку будет у нас посвящено целое такое выступление. Спасибо за внимание. Ну вот, дорогие коллеги, Лера Рауфовна коротко вас познакомила с программой, с теми аспектами, которые мы внедряем в своей работе. И сейчас вашему вниманию будут предоставлены различные видеоролики. Они такие разноплановые. Я думаю, что когда вы их просмотрите, я дам небольшие комментарии, чтобы ввести вас в курс дела, из чего родились какие-то определенные сюжеты, либо это было завершением какого-то проекта. В общем, я думаю, что вам будет интересно. Пожалуйста, ваше внимание на экран. Ну, вот, уважаемые коллеги, вы увидели сейчас наших самых маленьких деток. Что мы хотели показать в этом ролике? Вы увидели разные материалы, с которыми играют наши дети. Это соль в контейнере, это водичка в емкостях. Соль в контейнере – это морская соль. Мы применяем ее в нашем детском саду уже очень давно. У нас был целый огромный проект, который длился долгое время. Начинался он с деятельности моей в логопедическом кабинете. Были придуманы мной различные упражнения для пальчиковых игр именно в морской соли. И когда я увидела вот такой интерес большой у детей к этому виду деятельности, этот опыт работы распространился по всему детскому саду. То есть в каждой группе у нас есть вот такие соляные контейнеры, где детки играют, где они какие-то свои сюжеты разыгрывают и одновременно еще и делают пальчиковые упражнения. Они теперь у нас уже сами, детки, кто постарше, придумывают различные игры и упражнения. Почему я взяла соль когда-то? Потому что, во-первых, кристаллы соли, они имеют такую структуру, которая осуществляет массаж, своеобразный такой массажный эффект для пальчиков. То есть что делает массаж? Он укрепляет мышцы, он улучшает кровоток. Следовательно, идет более точное, более хорошее, ловкое развитие моторики у детей. И соль еще имеет дополнительно оздоровительный эффект, так как даже учеными доказано, даже сухие пары морской соли, они благотворно влияют на ребенка, особенно в период различных заболеваний, это ОРЗ, ОРВИ. И поэтому самые маленькие детки играют и с песком, и с солью, и имеют, в общем-то, большое удовольствие. У нас с этими методами познакомлены все родители, у нас были мастер-классы для родителей, и родители даже многие нам говорят, что вот такие соляные, они их называют соляные песочницы, соляные контейнеры, они делают дома, потому что, ну, иногда соль даже бывает удобнее использовать, чем песок.
Так что вот такой опыт работы у нас есть. Мы его представляли тоже и в городе, и в республике. И мы знаем, что даже вот в школах, коррекционная школа в свое время тоже с детками стали работать в соляных контейнерах. И, ну и, конечно же, это с водой. Вода обязательно присутствует. Этот опыт работы с природным материалом, он очень важен для детей на раннем возрасте, потому что ребенок только познает мир. Ему все нужно знать. И растения, и водичку, как она журчит, и как она переливается, и что она занимает из одной емкости в другую. Поэтому нашим ребятам это все очень-очень интересно. Ну, теперь следующий видеоролик сейчас мы с вами посмотрим. Вот этот сюжет, который вы видели, это наши малыши пришли в кабинет психолога. Мы считаем, что очень важно на этом этапе вот то самое сенсорное развитие, которое детям в данном возрасте очень необходимо. К сожалению, все чаще стали встречаться детки, которые приходят к нам впервые в детский сад, но часто они уже приходят с заключениями даже детских неврологов, где выставляется недостаточность сенсорного развития. Мы очень озабочены этим, и нам кажется, что вот тот первый опыт игр с цветом, с формой, с поверхностью разного плана, чтобы ребенок мог все пощупать, ощутить величину, понять цвет, что-то где-то с какой-то шнуровкой поиграть, что-то передвинуть. Он очень и очень важен для воспитанников, потому что дальше на фоне сформированности вот уже этих навыков пойдут более сложные, и детям будет гораздо легче развиваться, и они будут развиваться более совершенно, более грамотно, и все у них будет получаться. Вы видели, с каким восторгом детям хочется потрогать абсолютно все. Да? Здесь были вот именно на этом видеоролике были выставлены новые игры, новые пособия. Почему они вот так немножечко у нас растерялись, да? Потому что появилось что-то новое. У нас кабинет психолога Мария Александровна постоянно его обновляет, поэтому дети туда приходят каждый раз как в новый кабинет. Поэтому восторг всегда, конечно, у них... Дети не умеют скрывать свои чувства, и восторг всегда у них есть, и некое удивление тоже присутствует. Ну вот давайте следующий видеоролик посмотрим с вами. Коллеги, просим вас продолжать дальше. Мы посмотрели на прекрасный ролик, связанный с показом того, как дети гуляют в раздевалке со снегом. Пожалуйста, какие-то комментарии дайте по этому ролику, либо продолжение ролика покажите, пожалуйста. 20-й детский сад. Да, не уходите из эфира. Давайте. Ну, пожалуйста, Наталья Владимировна, снова подключитесь, и тогда я смогу тоже уйти из эфира. Да, пожалуйста. Уважаемые коллеги, ждем вас. Ну, вот здесь вы видите, да, очень интересные вещи. Хочется, чтобы прокомментировали сами коллеги. Все, давайте. Ну, давайте я сразу прокомментирую этот видеоролик. Конечно, живем мы в условиях крайнего севера, у нас бывает очень холодно на улице, но, тем не менее, мы не хотим лишать наших детей такой радости прогулки и радости игры в снегу, потому что пару бывает так холодно, что даже родители, забирая ребенка домой, у него нет возможности вот даже просто прикоснуться к снегу, слепить какие-то снеговичков, какие-то фигурки и что-то вот поманипулировать с ними. Поэтому мы вот нашли такой выход. У нас открывается окошко вот в раздевалке, в гардеробе, открывается дверь на улицу, чтобы имелся доступ прохладного воздуха. Детки одеваются как на прогулку. И в раздевалку приносится снег. Вот в корзинах, в этих корзинках мы обычно выносим игрушки на улицу. Это уличный игровой материал. А здесь в этих корзинах мы набираем в таз, приносим снег. Снег этот высыпается на пол, на линолеум. Коврики мы, конечно, все убираем, скамеечки. И дети с удовольствием играют так, как играют на улице. Здесь они лепят. Это вот самые малыши. Таким образом у нас проходят прогулки очень часто в самые морозные, холодные дни. Детей не лишаем ни в коей мере свежего воздуха, потому что все это важно для оздоровления ребенка. Ну, сейчас будет еще один видеоролик по прогулке. Ну, когда прогулка заканчивается, мы уже видим, снег начинает, знаете, немножко подтаивать. Все-таки в группе у нас
тепло, да. Снег этот аккуратно собирается опять в мокрый снег в тазы, в корзину, детки помогают, они с удовольствием тоже своими детскими лопаточками, ведерками все это туда сгружают, и снег выносится на улицу. Помощник воспитателя все это влажный пол убирает. Да. Иногда в группу этот снег заносится в качестве экспериментирования, чтобы посмотрели, был снег холодный, белый, через некоторое время получилась вода. Поэтому таким образом ничего как бы трудного, особо каких-то там не требует абсолютно от воспитателя. У нас еще очень хорошие помощники воспитателей, они у нас тоже вдохновенцы и всегда поддерживают своих воспитателей, всегда работают в тандеме, поэтому никаких трудностей здесь вообще никогда у нас не возникает. Так, ну, следующий, уважаемые коллеги, что-то у нас видео, оно состоит у нас из 3 сюжетов, тяжело, да, и оно у нас почему-то не продвигается дальше, все время возвращает вас на начало. Ну, давайте тогда немножко вам просто расскажу. Здесь я очень часто использую в своей работе музыкальные инструменты. И как в целях привлечения внимания, в целях организации детей, нацеливания них на дальнейшую какую-то образовательную деятельность, и в целях какого-то сюрпризного момента, а также на фоне музыкального сопровождения идет и логопедическое воздействие, такое профилактическое, потому что вообще влияние музыки, оно велико на развитие речи, это я уже из своего собственного опыта поняла, и поэтому практикую это постоянно. И вот в дальнейшем в этом видеосюжете мы сначала говорили с детьми о музыке, музыкальных инструментах, активизировали словарный запас детей по прилагательным. Дети называли «какая балалайка», гладкая, на что она похожа, какие еще бывают музыкальные инструменты. И дальше мы с ними проходили за стол, они выбирали себе цветной пластилин, различные тарелочки, и они, там появлялся еще у нас цыпленок, и различные угощения для цыпленка они делали. Таким образом используется очень часто мною такой музыкальный инструмент, как балалайка. И вот хочу сразу ответить на вопрос Марины Владимировны, где раздеваются дети после прогулки. Раздеваются они в группе, обувь снимают по одному и быстренько проходят в группе, курточки, шапочки, штанишки верхние, они снимают уже в группе, и аккуратненько младший воспитатель в шкафчике помещает, если там мокрые варежки, все это сушится, все это аккуратненько в раздевалке потом размещается. Двери закрываются, раздевалки, гардеробные наши нагреваются очень быстро, становятся теплыми, так что тоже с этим как-то особых неудобств мы не испытываем. Ну и еще у нас есть видео. Вот сейчас все вот эти короткие видеозарисовки мы хотели показать просто различные виды деятельности, разные моменты из жизни групп. Вот видео, которое сейчас было с резиночками, это голосовые упражнения в сочетании с дыханием и в сочетании с интонационными какими-то развитием интонационных моментов. То есть мы вот в этих роликах хотели показать просто разные моменты. Дальше у нас будет более, так сказать, по блокам. И вот вы сейчас не можете видеть, как дети вдыхают через нос, и мы через резиночку выдыхаем. Тянется резиночкой, мы выдыхаем. Ну, то есть это вот какие-то разные моменты в жизни детей. Работа специалистов чуть-чуть начинается уже, дальше она будет более конкретизирована. Вот сейчас как раз я плавно хочу перейти к специалистам. Вот такие преобразования в жизни детей в детском саду, они не могли не затронуть деятельность узких специалистов. То есть умение включиться в детскую деятельность, не прервать ее, а поддержать интерес, но и одновременно решить какую-то свою узкую специальную педагогическую задачу. Все это бывает очень непросто, но всегда удивительно интересно и необычно. Вот как раз на следующем ролике вы увидите нашего специалиста по физической культуре, нашего инструктора Дилю Хамитовну. Пожалуйста.
Сейчас я расскажу, как родился этот замысел. Дело в том, что в этот день в группу Алеша пришел с журналом, где были лабиринты. Сейчас таких журналов множество, и у детей возник вопрос: лабиринты, что это такое? Как их, может быть, можно их сделать самим? И вот, пожалуйста, с помощью коробок, разноцветных резинок, столы тут же передвинулись воспитателям, и были придуманы вот такие необычные лабиринты, лазалки, перелазания, коробки с тупиками, в общем, все как положено. И по времени дети, в общем-то, они уже и начали готовиться к физкультуре, но оторвать их от этого занятия было просто и невозможно, и незачем это было делать. Диля Хамитовна, наш инструктор по физкультуре, так в зале их не дождалась, она сама поднялась. И вот во что вылилась эта деятельность, занимательная, увлекательная, где она смогла как физрук и реализовать какие-то поставленные свои уже непосредственно узкие задачи по физкультуре. Вы могли увидеть, здесь было и высокое поднимание, так сказать, колен, да, ходьба с высоким подниманием колен, потому что ребятам нужно было перелазить через резиночки, и пролазание под предметами, и в тоннеле они передвигались, то, что проходит у них часто и в спортивном зале, то есть и залазание на поверхности, поднятые над уровнем пола, все это присутствовало. И еще и появился воображаемый паучок, который тоже детям дал полет для фантазии. Вот эти паучки у нас и прятались в домике, которые так называемые тупики, которые обязательно бывают в лабиринтах. Вот таким образом в данный момент у детей в этот день прошло физкультурное занятие. То есть такое даже, это и не занятие, это часть веселой, хорошей физической активности у детей. Он еще продолжался, естественно, не вот такое время, которое у нас занял сам видеосюжет, а более длительное время было более интересным. И еще один видеоролик с нашим физкультурным работником, с нашей замечательной Дилей Хамитовной, нашими замечательными, чудесными детьми. Этот видеоролик, это, конечно, видеоролик постановочный. Мы с вами все недавно пережили очень сложный период самоизоляции, когда наше взаимодействие с нашими дорогими детьми, их родителями шло только в режиме онлайн. Дети привыкли видеть на этих видеороликах своих педагогов, своих родителей, но когда мы вышли из этого периода, детям захотелось самим побыть артистами, актерами, спортсменами и самим снять такой видеоролик, который в дальнейшем мы разместили в группах, у каждой группы есть свое сообщество, такое детско-родительское, на сайте учреждения, чтобы этот видеоролик могли смотреть и те детки, которые, например, по каким-то причинам не посещают детский сад, заболели или где-то в отпуске находятся. То есть инициатива детей побыть актерами, артистами, спортсменами, чтобы на них потом тоже посмотрели, побыть неким примером для своих товарищей и друзей по группе. Вот такова была цель у этого ролика. И Диля Хамитовна вместе с девочками ее удачно воплотили. И сейчас этот ролик тоже смотрели детки, они занимались, и с удовольствием родителям. То есть где-то повышается в своем роде самооценка ребенка, что он тоже может донести какую-то информацию, чему-то научить своих ребят по своей группе. Ну вот с одним из специалистов вы сейчас познакомились, как он может взаимодействовать с детьми. Вот. И теперь пойдет видеоподборка и моих видеороликов как логопеда. Я хочу сразу оговориться вот в таких моментах, что непосредственно коррекционную деятельность по постановке звуков, конечно, я не освещаю.
потому что, ну, ведется она довольно, знаете, по устоявшимся логопедическим традициям, каким-то, значит, своим, знаете, законам нашим уже логопедическим, и показывать, ну, иногда на всеобщее обозрение, я считаю, это не всегда удобно и нужно. А вот показать роль логопеда, как можно осуществлять профилактическую деятельность по профилактике недостатков звукопроизношения, как это можно делать с большой, широкой массой детей в игре, на прогулке, в каких-то других моментах. Это очень даже хорошо у нас получается в саду, и я считаю, что это нужно, и что это важно. И поэтому вот эта деятельность и нами будет освещаться в дальнейшем, так сказать, в видеороликах, а коррекционная деятельность узкая останется за кадром. Итак, видеоролики на логопедические темы. Ну вот наша любимая всеми детским садом мышка Нюша. Мы начали с детками знакомиться. Она появилась в жизни нашего детского сада также в период самоизоляции. Была тоже серия роликов, видеороликов с этим мышонком. И вот в данном случае она пришла в гости к нашим самым-самым маленьким. Детки у нас сидели, как раз это время было перед обедом. Они вот только-только собрались садиться у нас скоро вот кушать, поэтому они так тихонечко возле воспитателя, она им что-то там рассказывала. Пришла мышка. Какая моя задача была? Дело в том, что детки очень маленькие, детки не говорящие еще, многие из них. Поэтому вот вызвать это желание общаться, повторить какие-то коротенькие звуки, услышать свой голос неповторимый, замечательный, послушать, как это делают детки, которые рядом находятся. Для меня это все очень важно. Дети привыкают ко мне, то есть я их часто вижу, они знают меня. Мы общаться с ними будем на протяжении нескольких лет, поэтому когда, возможно, возникнет необходимость прийти в логопедический кабинет, то есть дети знают меня, я знаю практически каждого ребенка с самого маленького возраста. Потом это эмоциональное восприятие, это положительные эмоции и те понятия, которые уже дети непроизвольно, то есть выдают, они сами этого не понимают, но это очень важно. Это идет формирование фонематического слуха, то есть первые прислушивания к разным звукам, потому что это разные песенки, ля-ля-ля, ту-ту-ту, шу-шу-шу, и тем не менее дети уже их на звук дифференцируют и произносят. То есть идет формирование правильного, хорошего, сформированного фонематического слуха. Здесь идет и развитие в собственном теле, да, где ушки, где ручки, где у мышки лапки. А как девочки рассказывали, вот только я о платье заговорила, а сразу уже дети перенесли это на себя и рассказали, какое у них платье красивое, нарядное, там вот девочки говорили, то есть это уже активизация словаря прилагательных в речи. Поэтому вот такие минутки у нас проходят часто в разных группах, с разными героями. Ну вот этот ролик был посвящен нашей любимице, нашей всеобщей любимице детского сада мышке Нюше. Следующий видеоролик тоже по логопедическому взаимодействию с нашими ребятами. Я потом, да. У мышки у нашей есть друг, и вот дальше мы сейчас с вами все увидим. Этот видеоролик был снят в период самоизоляции. Вот таким образом мы в ходе этой песенки с ребятами, во-первых, также в музыкальном стиле закрепляли шипящие, свистящие звуки. И в целом она понравилась у нас очень многим ребятам. Мы получали и аудиозаписи самой песенки, и ежика присылали нам нарисованного. Поэтому это до сих пор у нас как бы живет, и вот и мышка Нюша до сих пор приходит. У нас еще есть и ежик, и появился мышонок Хрустик. То есть такие наши стали традиционные, любимые герои, жители нашего детского сада. Ну вот
Когда вы смотрели наши видеоролики, конечно, они проходили в группах, у нас они современное оборудование, мы очень стараемся, чтобы нашим детям было в них хорошо. И те преобразования, которые произошли, конечно же, они коснулись нашей предметно развивающей среды. Каким образом она у нас построена, вы сейчас увидите из следующего видеоролика. Итак, наша предметно развивающая среда. Экскурсия. Пожалуйста, еще на одну замечательную видеоэкскурсию мы вас приглашаем. Вот, уважаемые коллеги, вы имели возможность еще раз погулять по нашему детскому саду, по нашей территории, увидеть, какой чудесный наш детский сад летом, такое короткое северное лето, но тем не менее он очень зеленый, очень уютный. У нас появились в этом году дополнительные сооружения, своими руками сделаны, где дети могут также двигаться для лазания, для перешагивания, то есть для двигательной активности. Это наш огород, где дети с удовольствием работают. Ну и те преобразования в среде, которые тоже мы считаем происходит у нас постоянно, потому что мы не стоим на месте, постоянно движемся вперед, что-то придумываем новое и интересное. И следующий блок видеороликов мы хотим показать об использовании необычных предметов, бросового какого-то материала в группе, где дети, как они это используют в играх, для чего они это делают, как они проявляют свою фантазию. И так необычные предметы в группах детского сада. Для нас, для взрослых, прищепки – это бытовая вещь, да, которую мы только используем для белья. Посмотрите, насколько разнопланово используют их дети. Это и украшения для волос у девочек. И это и у нас маникюр у них. Это элементы одежды, причем не только у девочек и мальчики там декорировали свою как-то одежду, украшали. Это необычные конструкции, вот там и самолет был, там были различные животные. Потом это тоже работа с цветом, потому что там разные оттенки, темно-зеленые, светло-зеленые, розовые, фиолетовые, какие только хотите. То есть это пробуждение фантазии, пробуждение такого креативного мышления у наших детей. Вот такой своеобразный конструктор, который тоже с удовольствием используется тоже в разных возрастных группах. Ну, вот эта группа вдохновенцев у нас, в частности, очень любит тоже им играть. Тоже следующее видео из этой же группы. Вот игры с трубами, которые также с удовольствием играют наши ребята. Что такое математика в детском саду? Это не только математический уголок, где есть набор цифр, каких-то уже привычных нам математических игр, заданий. Это тоже своего рода математика в развитии ребенка. И что такое трубы? Это соответствующая длина, соответствующий диаметр трубы, где нужно подобрать нужный, допустим, шар, который пройдет, не пройдет. Это разная величина. То есть вот в такой форме уже ненавязчиво, очень интересно, очень увлекательно проходит и развитие математических каких-то представлений у детей. Для этого совершенно не обязательно посадить ребенка за стол, и этого и не нужно делать, а дать им эти представления вот в ходе вот таких занимательных игр. Это, смотрите, когда мальчики соединяют трубы, они делают длиннее, убирают короче, добавляют что-то, что-то перестраивают. То есть развивается пространственная ориентация, какие-то архитектурные навыки уже тоже вырабатываются у наших детей. Этому мы, безусловно, всегда рады и всегда рекомендуем и советуем, и говорим, что как это хорошо, замечательно. Вот такой видеоролик с трубами. Еще у нас есть необычные ролики. В этом фрагменте вы видите игры детей вот с крышками, там у нас и фасоль, да, сыпучие материалы. Вот так как бы ненавязчиво тоже вклинились какие-то математические идеи в проект о животных жарких стран, да. Здесь дети, вот посмотрите, они и считали, и перекладывали эти крышки, убирали лишнее, что-то добавляли, хотя проект, в общем-то, был
жаркие страны, вот там были вопросы воспитательные Натальи Степановны, для кого они делают запасы, где живут животные. Но и тем не менее, вот тут же опять та же самая математика, которая, оказывается, может быть такой ненавязчивой, интересной и увлекательной для детей дошкольного возраста. Это экспериментирование. Был у них большое такое как бы мероприятие, что можно сделать из ватных дисков, да, которые есть в каждой семье, у мамы, как аксессуар, да, используется в косметических различных целях, что можно из них сделать. И там была масса фантазий, там делались поделки какие-то, что-то склеивалось, соединялось, а некоторые ребята, вот они здесь экспериментировали, какая она будет мокрая, вата, там бумага, элементы, или из чего он состоит, можно ли порвать его, что там дули, красили, различные элементы экспериментирования вот в этом видеосюжете. Вот я как бы закончился блок небольших видеороликов использования необычных предметов в группах, в наших вдохновенцах, в группах нашего детского сада. И сейчас уже Лера Рауфовна говорила, что отдельным моментом мы хотим осветить работу с родителями, потому что это огромный блок, которому уделяется у нас в детском саду очень большое пристальное внимание, потому что изолировано что-то экспериментировать, где-то внедрять какие-то идеи без родителей, конечно, невозможно. Они наши первые помощники, они иногда тоже бывают у нас и вдохновителями, они знают и своих детей, инициативы, то, чем дышит ребенок дома, и то, чем, возможно, ему хотелось бы продолжать заниматься в детском саду. Поэтому родители у нас всегда в центре внимания, и совместные мероприятия. И мы хотим вам сейчас продемонстрировать видеоролик, который у нас был на онлайн-фестивале «Паруса вдохновения» в ноябре 2020 года, посвященном работе с родителями. Ну, вот таким образом, уважаемые коллеги, мы работаем с нашими родителями. Они у нас очень активные, очень инициативные. Вот такое трио у нас сложилось: ребенок, родитель, воспитатель. Поэтому мы очень рады, довольны, что у нас такие родители. И вот такая система работы совершенствуется постепенно, и мы идем, думаю, к новым каким-то вершинам, к новым достижениям, можно так сказать. Ну и вот, в общем-то, наше общение постепенно подходит к завершению. Сейчас вот хочу предоставить слово Лере Рауфовне, буквально на несколько минут. Уважаемые коллеги, вот такой, может быть, наш коллектив детей, педагогов, родителей, единый живой организм. Мы, конечно, вот оглядываясь назад, все время говорим, как хорошо, что такие программы появляются. Мы ведь часто употребляем одни и те же фразы, что у ребенка должно быть такое счастливое детство, именно детство счастливое в детском саду, веселое, именно такое детство, которое дает полноценно прожить каждый день. И поэтому мы часто вот между собой говорим и приходим к мысли, что мы, наверное, правильно выбрали эту образовательную программу, потому что, сказать честно, у нас полная, вот, может быть, революция, может быть, полный переворот в нашем мышлении произошло, потому что мы же прекрасно видим, знаем, что привыкаем к стереотипам, к одним и тем же действиям, поступкам. А тут вот появление таких современных инновационных программ, конечно, может быть, ломает наше мышление, но оно того стоит. Если есть команда единомышленников, если есть умелый руководитель, который знает, что нужно для его коллектива, если есть, конечно, материальные возможности, то можно смело выбирать и инновационные программы, и смело идти дальше. Что вот хочется сказать за это короткое время, что нам дала, может быть, вот эта инновационная работа. Прежде всего, конечно, мы рады за своих детей,
за их успехи. Мы ведь замечаем, что они очень любознательны, что они раскрепощены, что они свободно излагают свои мысли, что наши дети именно являются инициаторами во время свободной деятельности, самостоятельной деятельности, что они могут спорить, отстаивать свою точку зрения. Но и помимо жизни детского сада они являются активными участниками и многих мероприятий, которые проводятся и на уровне нашего города, за пределами города. Мы смело выступаем в конкурсах. Мы считаем, что это все-таки такая живая работа приводит именно к таким результатам наших детей и наших педагогов. А что касается наших педагогов, мы часто говорим, когда вот приступаем к инновационной деятельности, а все ли пойдут, а получится ли, а как воспримут наши педагоги. Вы знаете, стопроцентно для того, чтобы ломать мышление педагогов, не получится никогда. Но если есть команда единомышленников, если есть вот костяк в каждом детском саду, то можно вступить в инновационный процесс. Но что касается наших педагогов, так ведь они вместе с нашими детками тоже растут они профессионально. У этих педагогов глазки горят, они хотят узнавать что-то новое, проявляют интерес ко всему. Может быть, и вот такая живая жизнь как раз и происходит тогда, когда есть тандем между детьми и нашими педагогами. Вот так мы видим, так мы живем именно по программе, которую мы, может быть, внедряем активно, и мы видим нашу жизнь, мы дальше будем работать, совершенствоваться. Мы знаем, что у нас есть такие, может быть, слабые точки, но они не так уж страшны, потому что есть сила, есть возможности для того, чтобы в дальнейшем их преодолеть. Спасибо вам огромное за внимание. Если есть какие-то вопросы, мы готовы, наша команда тут рядом с нами, Валентина, Наталья Васильевна, мы можем вступить в дискуссию. Приглашаем Марину Владимировну, Елену Сергеевну, город Усинск. Подключайтесь к нам. Татьяна Валерьяновна. Марина Владимировна. Добрый день, Марина Владимировна. Добрый день. Я очень рада всех вас видеть. Спасибо большое за информацию, богатую, большую информацию, которую сегодня услышала, увидела своими глазами. Очень жалко, что мы не встретились в Печоре. И, наверное, сегодня вот в заключении того, что я увидела, я хочу сказать, что вы большие молодцы, потому что на самом деле много преодолели. Из того, что было в Усинске, когда я приезжала к вам, это в марте месяце, вы действительно сделали переворот. Вы сделали переворот в своем собственном сознании, вы сделали переворот в среде, и вы организовали так свою образовательную среду, что вот реализация программы вдохновения имеет место быть, и она реализовывается. Но вот еще нет того единства, того главного, что бы хотелось видеть, то есть целостности образовательного пространства и образа ребенка, и образовательной деятельности. Либо мы сегодня просто не увидели это в ваших видеороликах, хотя вот я сегодня посмотрела и увидела, Наталья Владимировна сегодня как раз с детками занималась вот с маятником, да, и я увидела на рабочей стене, как раз тема была сказки. И вот в форме сказки была построена еще одна сказка Натальей Владимировной, и этот проект имел продолжение
у специалиста. То, что я не увидела у Дили Хамитовны. Если бы специалисты, как я уже говорила, не просто потому, что к ним не пришли, проводила мероприятие как продолжение того проекта, который организовался в группе, а если бы он был организован совместно с задумками, с инициативой детей, если бы это имело продолжение одного и другого, вот это было бы здорово. Но я думаю, что у вас это все впереди, и Мария Александровна у вас достаточно большой и умный педагог-психолог, которая хорошо понимает, хорошо видит, и я думаю, что она продолжит ту работу в том ключе, в котором мы говорили. И вот здесь, наверное, тот материал, который мы сегодня посмотрели, он был немножко разноплановым. Разноплановым в плане того, что кроме того, как вы обустроили свою образовательное пространство и экскурсию провели по предметно-пространственной развивающей среде. Вот еще раз повторюсь, что взаимосвязи вот такой вот целостной я не совсем увидела. Наверное, просто вы делали акценты на немножко другие вещи. Поэтому в следующий раз, когда вы захотите как-то показать программу вдохновения в действии, наверное, нужно все-таки еще раз обратиться к технологиям. И вот вчера на стажировке в 12-м детском саду очень замечательно мне понравилось, как была представлена технология наблюдения в разных видах. И как одно вытекало плавно из другого, как инициатива поддерживалась педагогом, как в то же время происходило наблюдение, как новое в организации пространства и новые какие-то предметы осваивались с детьми через проект. Вот, наверное, вот над этим нужно будет еще работать. И все, что касается специалистов, включения специалистов в образовательную среду детского сада и программников, и наших площадок, я думаю, что мы дождемся, когда в Печоре, в 11-м детском саду «Золушка» смонтирует Светлана Анатольевна фильм, который показывал нам включение музыкального руководителя в проектную деятельность «Пираты». И вы увидите, вот жалко, что вас не было, вы воочию не смогли увидеть это все. Вот это было бы здорово. Тогда напрямую вы увидели бы, как все-таки отображается вот именно работа, сопрягается работа специалиста с работой воспитателя по проекту, как инициатива детей ведет вперед, и как она раскрывается буквально на глазах, какой аншлаг мы увидели, и как дети раскрылись вот фактически у нас на глазах, и им не важно было, что кто-то был третьим присутствовал, или кто-то был в среде посторонним для них. Они жили, они проживали именно так, как им хотелось. Да, потому что были созданы такие условия именно в среде, что одно продолжало другое, и они вот этой своей собственной инициативой воспользовались. Я думаю, что Татьяна Валерьяновна устроит все-таки нам еще одну встречу, еще одну беседу, но уже со всеми нашими площадками, где мы поделимся самыми лучшими своими начинаниями в программе, потому что, безусловно, нельзя освоить все сразу. И не ошибается тот, кто ничего не делает. Только ошибка дает нам возможность пересмотреть, посмотреть и идти уже другим путем. И, Лера Рауфовна, очень хочу вас попросить, не ломать надо, а вовлекать. Или даже не вовлекать, а показывать. Потому что сломать взрослого человека невозможно. Даже маленького невозможно. Если он стоит на своей собственной позиции, он будет на ней стоять
поменяет эту позицию только в том случае, если он сам этого захочет. А захотеть, вот это уже дорогого стоит. Вот это как раз и зависит полностью от вас. Что бы вы захотели? У вас уже многие хотят, уже многие горят, уже у многих глаза просто светятся, и это я увидела в период своего приезда. И то, что вы сейчас столько много всего сделали, столько много насытили, вам сейчас нужно собраться всем вместе, всем единомышленникам и поразмышлять, как же из разрозненных частиц собрать целое. Вот именно собрать воедино, сделать целостную картину программы вдохновения и целостное видение всех технологий. И тогда, когда вы увидите, что предметно-пространственная развивающая среда работает только тогда, когда мы знаем все задачи, которые стоят перед детьми, и когда мы знаем, какой материал все-таки лучше добрать для каждого ребенка в ключе проекта, когда мы знаем, как инициативу развернуть, через какой материал. Вот это будет как раз проявление программы вдохновения. Вы на правильном пути. Я вас люблю, слежу все время за вашими работами, вы большие молодцы. И спасибо, Наталья Владимировна, огромное еще раз за ежика. Я его вспомнила и сейчас пела вместе с вами, безусловно. Это замечательно. И работа с родителями, у вас уже очень много единомышленников и в стане родительского сообщества, и, безусловно, педагогическое сообщество уже видит, уже присматривается, и многие уже берут за основу технологии программы вдохновения. Поэтому у вас все получится. Спасибо вам огромное. Ну вот, если есть какие-то вопросы ко мне, я готова ответить, но я думаю, что все-таки, наверное, мы будем с Татьяной Валерьяновной разговаривать, чтобы нам как-то вот еще раз устроить какую-то очень интересную встречу, тем более, что вчера вот на нашей школе, на занятии некоторые в чате я видела, просили поглубже, основательнее познакомиться с программой вдохновения. Я думаю, что вот как раз я бы тогда уже сделала какой-то такой более углубленный курс, когда вот вижу собрать воедино целостно, чтобы не было разрозненности в технологиях. Технология одна, другая, третья, она вроде бы как бы живет сама по себе. А здесь нужно так, чтобы они работали все воедино и давали один очень хороший большой результат. Это развитие нашего ребенка. Образ ребенка, который должен самостоятельно работать, который должен развиваться по своей собственной траектории, и для которого должна быть выстроена своя собственная стратегия, которая даст ему возможность находить в среде тот материал, который только его заинтересует. И дать возможность раскрыться еще не только его возможностям, но и способностям. Спасибо вам большое. Ну, вот, если есть вопросы, я... Спасибо. Спасибо большое, Марина Владимировна. Мы всегда оценим ваше мнение, нам очень всегда интересно, поэтому мы с удовольствием всегда прислушиваемся, стараемся что-то менять, что-то переделывать, делать по-новому. Спасибо. Спасибо огромное за теплые слова в наш адрес. Мы стараемся, мы в дальнейшем тоже будем вникать, дальше развиваться. Татьяна Валерьяновна, что-то есть еще вопрос или что? Каковы наши дальнейшие действия? Добрый день, я прошу прощения. Значит, дело в том, что у нас параллельно начался у нас сейчас начались курсы по программе «Радуга», поэтому я немножко пока вышла из эфира, чтобы там тоже открыть, поприветствовать, чтобы передать Елене Викторовне Соловьевой, научному руководителю программы «Радуга», она сейчас там работает, поэтому просто уточните, пожалуйста, вы завершили, правильно я понимаю?
Да, вы да. завершили. Тогда вы завершили. Значит, здесь, уважаемые коллеги, ну вот сейчас, когда тогда мы финальную точку такую поставим, эстафету передадим, но я сразу хочу сказать, у меня есть предложение к вам. Значит, Лира Рауфовна, Наталья Владимировна, Наталья Васильевна, которая за кадром, да, возможно, Галина Анатольевна. Обращаюсь тоже к Марине Владимировне сразу, обращаюсь к Елене Сергеевне. Я предлагаю, когда мы завершим стажировку, просто, ну, когда у нас уже мы ее завершим, да, собраться своим таким тесным кругом на этой площадке и немножко какие-то вещи все-таки проговорить. Если вы не возражаете, то мы можем это сделать только сами с собой и, соответственно, о чем-то, ну, таком договориться. А пока, значит, то, что мне хотелось бы сказать для наших всех участников стажировки, которые у нас второй день здесь находятся, значит, во-первых, коллективу детского сада хотелось бы сказать спасибо за то, что вы тоже впустили нас. Вот впустили именно нас к себе, да? Потому что это не всегда дается просто. Именно впустить, то есть показать вот ту жизнь, которой ты живешь. Поэтому за это вам огромное спасибо. Вы показали нам группы, мы увидели их, да? Вы показали нам отдельные помещения, там кабинет психолога, физкультурный зал, вы показали нам свои уголки, коридоры, то есть вы нам показали предметную среду вашего детского сада, мы увидели. Мы увидели, что она меняется, и это замечательно, это правда, мы увидели, потому что даже вот те пространства, которые вы сейчас осваиваете в коридорах, это уже видно, заметно. Те моменты, которые есть интересные в группах, связанные с трансформацией, с мобильностью, с гибкостью, да, с какими-то новыми элементами, как освоением другого пространства, пространства подоконников, пространства там еще где-то ниши под батареями, еще что-то. Это мы тоже увидели. Замечательно. То, что вы пробуете такие интересные вещи, которые не всегда воспринимаются всеми нормально, как, например, прогулки со снегом, это тоже хорошо. И вот я уже Наталье Васильевне говорила, не надо бояться, надо просто понимать и всегда аргументированно обосновывать. То есть почему вы это делаете? Наталья Владимировна сегодня хорошо сказала, потому что мы не можем гулять. Других помещений у нас нет. То есть, например, если это Воркута, мы можем там выйти на 3-й этаж, да, мы можем открыть там и прогулочные зоны, и то это тоже не всегда и не везде в детских садах Воркуты. А у нас нет помещений, у нас вот есть то, что есть, и как мы здесь будем гулять. Вот вы предлагаете такой вариант. Поэтому надо всегда аргументированно понимать, и все вопросы, которые вам задаются, это я сейчас вообще ко всем говорю, да, это наоборот очень хорошо. Они всегда нам говорят о чем? О том, что значит мы сразу что-то не сказали. И люди не понимают, почему так, да? Это вот вопрос о трансляции опыта. Поэтому вот такие изюминки, те же самые крышечки, которые вот добрые крышечки, вы там красивые такие зарисовки. И Наталья Владимировна с балалайкой, и вот эти фрагменты нашей с вами онлайн-жизни, вот этого показали. Это тоже очень-очень хорошо. Вот. Ну и еще один момент, который, наверное, мне хотелось бы озвучить от всех, для всех. Вот я, например, лично для себя увидела сейчас, как непросто вам дается путь именно инновационной деятельности. Не просто не потому, там что-то получается, не получается. Дело даже не в этом. А дело в том, что вы пробуете, вы много делаете. И вы, получается, задумываетесь, а так ли это должно быть? А принимает ли это моя профессиональная позиция, да? То есть как бы я как к этому отношусь? Вот это для меня, я сейчас это очень хорошо увидела. И, коллеги, это хороший путь. Вот правда, вот такой хороший, созвучный путь. И поэтому пусть вот вы по нему, по этому пути идете. И я могу только одно вам сказать, что, возможно, где-то вы от чего-то откажетесь, где-то вы к чему-то придете другому, да? Но это нормально, потому что даже вот тот момент, что у вас вот ролики очень такие хорошие, интересные, которые мы смотрели сегодня все, даже некоторые ролики, они друг другу немножко противоречили. Но это как бы мы потом уже оставимся, проговорим там разные вещи. Вот, поэтому вот тот путь, который не все показывают, и вы в этом, наверное, вот я отдам вам пальму первенства на сегодняшний день, вы как раз не побоялись показать, насколько это непросто. Помните, у нас последнее задание, да, последний вопрос был, помните? Чек-лист, с чего начать преобразование, помните?
И вот вы это сегодня очень хорошо показали, что это не простой путь, и это не все так гладко, когда работает инновационная площадка, да? Что есть много очень вопросов, которые мы сами себе задаем. Поэтому вот за это, вот тот опыт, который сегодня мы увидели, со стороны увидели, он просто показывает, что вы идете сейчас по этому пути, непростому пути, пути сомнений, пути отрицания, пути непринятия даже где-то новизны. Это нормальный путь, не бойтесь этого. Поэтому вот на каком жизненном этапе вы стоите, вы сейчас это показали. И это не означает, что это правильно или неправильно, да? Это ваш путь, это ваш опыт вашего детского сада. Вы его берегите, вы его цените, вы как бы думаете, как сделать просто немножко лучше. Но единственный момент, который бы мне очень хотелось как бы вам сказать, никогда не ломайте сами себя. Вот никогда. Не надо, не хочется, не нравится это делать, не делайте. Ну, а мне лично очень понравилось «Окно добра», вот этот консультационный пункт, центр, это просто, эти малыши кратковременники ваши, замечательные, да, очень понравилось, я сразу вам написала вот эти моменты, которые такие вкусные, а их у вас достаточно много. Поэтому, уважаемые коллеги, огромное спасибо. Давайте вот сейчас мы, если Мария Владимировна что-то в плане стажировки, если не в плане стажировки, то как бы мы потом останемся, проговорим эти вещи, да, потому что у нас стажеры, которые не знают программу вдохновения сейчас, и они просто хотят составить для себя очень хороший портрет, что же такое программа вдохновения, как по ним работать. И я думаю, что вот эти 2 дня они показали и большие плюсы, они показали где-то и дефициты, это нормально, это все очень хорошо. Поэтому, Мария Владимировна, если вот как бы не в рамках вдохновения, да, что-то хотите дополнить, я вам сейчас предоставлю слово, потому что мне бы хотелось уже передать эстафету 10-му детскому саду завтра нашим стемовцам. Поэтому как, если нет, то я закончу, и мы потом останемся. Хорошо? Да? Так, Мария Владимировна, правильно я вас поняла? Да. Да, хорошо. Коллеги, я, наверное, хотела бы уже в заключение, потому что я уже сказала, действительно, вы большие молодцы. И то, что вы сделали, и тот путь, который вы преодолели, он бесценен. Бесценен, потому что, правильно Татьяна Валерьяновна сказала, у каждого свой путь. Не только у каждого учреждения, у каждого педагога он свой как таковой, и это очень ценно. Все, что совершается, все, что свершилось, это замечательно. Это то, что у вас сейчас на сегодняшний день у всех глаза горят, у всех очень много энергии. И здесь я согласна с тем, что Усинск вообще впереди планеты всей, молодцы, все замечательные педагоги, которые слышат, видят, понимают ребенка. И то, что хотят, чтобы ребенок был во главу угла. Спасибо вам огромное. И, возможно, осталось совсем немножко, и, возможно, мы до Нового года не встретимся. Всех усинцев, всех коллег, всех педагогов и жителей, чуть не сказала, Санкт-Петербурга, Республики Коми. Хочу поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать вам крепкого-крепкого здоровья, личного счастья, профессиональных успехов, личных успехов, чтобы в жизни всегда была та цель, та идея, которая вас греет, которая ведет вперед. Счастье большое от тех результатов, которые вы получаете. Здоровья, еще раз здоровья. Всего вам доброго. Спасибо большое. Спасибо, Мария Владимировна, большое. Ну и как бы для наших стажеров, наверное, тех, кто не знаком, я все-таки представлю, потому что вроде как не очень удобно. Да, Марина Владимировна Лебедева, это методист издательства «Национальное образование». Издательство находится в городе Москва, но региональные представительства находятся в том числе и в Северо-Западном федеральном округе. Поэтому Марина Владимировна у нас из Санкт-Петербурга и сопровождает реализацию программы вдохновения.
И Марина Владимировна, так случилось, что она приезжала к нам в республику уже трижды. Она была у нас в городе Сыктывкаре, она была в городе Усинске, она была в городе Печора. И, соответственно, встречалась с представителями наших инновационных площадок. Это вот для всех тех стажеров, кто не знаком с Мариной Владимировной. Ну и позвольте, значит, вот на этом моменте, наверное, уважаемые стажеры, кто сейчас у нас в прямом эфире, да, завершить нашу сегодняшнюю стажировку на базе детского сада номер 20. Мы ее завершаем. И, соответственно, мы очень надеемся, не знаю, можете как-то отписаться в эфире, ой, прошу прощения, ну в чате, да, в эфире, как-то сложилось у вас вот за эти 2 дня. Именно к стажерам я сейчас обращаюсь, к нашим, да, к той группе, которая пойдет до конца. То есть она пойдет учиться у нас до пятницы. Напишите, пожалуйста, сложилось ли у вас впечатление о том, что такое программа вдохновения, как вообще немножко хоть работать по программе вдохновения, какие изменения она вносит в жизнь детского сада. Вот хотелось бы услышать такую небольшую обратную связь именно по итогом 2 дней, то есть и вчерашнего дня, и сегодняшнего дня. То есть как-то смогли мы донести до вас все-таки, что такое программа вдохновения и что такое работать в соответствии с, так сказать, основами, концептуальными, наверное, основами программы вдохновения. Вот, пожалуйста, как-то откликнитесь на это, потому что если вы не откликнетесь, то мы делаем вывод, что, наверное, то, что мы хотели, мы не смогли вам показать, рассказать, донести, потому что, в принципе, мы же это не для себя делаем, да, вы поймите, мы это делаем для вас. Поэтому, пожалуйста, вот как-то немножко, да, скажите, пожалуйста, да, мы смотрим чат, видим, и коллеги тоже видят. Если кто-то хочет сказать в прямом эфире что-то, тоже дайте знать, мы сейчас на вас назначим спикера. Прощения, технические разные заминочки у нас здесь бывают, много просто мероприятий одновременно идет, и поэтому мы сейчас завтра и послезавтра, уважаемые коллеги, уже будем вам показывать то, что у нас получается делать по программе STEM-образования детей дошкольного и младшего школьного возраста. И поэтому завтра и послезавтра мы будем в других 2 наших детских садах, федеральных инновационных площадках, которые реализуют эту программу STEM-образования, и вы воочию увидите, как реализуется этот процесс. Ну и завершать у нас будет в пятницу, им будет всех сложнее, потому что всегда самое главное – это начало, и всегда самое главное – это финиш, окончательная такая точка. Поэтому, естественно, что стажеры, которые пойдут до конца, уже хочется увидеть и услышать что-то такое интересное, о чем не был разговор в предыдущие дни. Но мы надеемся, что коллеги справятся, потому что это уникальная программа «Теремок», которая связана с какими-то внутренними, глубинными пониманиями природы ребенка, и мы надеемся, что это удастся коллегам показать. Поэтому с удовольствием передаем эстафету в 10-й детский сад. Наталья Ивановна Новоселова со своей командой принимайте, пожалуйста, и завтра в 13 часов мы вас ждем на этой же площадке, чтобы погрузиться виртуально, а может быть и получится онлайн, я не знаю, в наблюдение за деятельностью детей и взрослых детского сада номер 10. Поэтому, уважаемые коллеги, на сегодняшний день мероприятие завершено. Мы еще раз благодарим всех, кто был, коллеги, участники стажировки, да, все, кто как бы не имеет к программе вдохновения отношения, пожалуйста, выйдите из площадки, чтобы мы могли здесь остаться уже своим таким кругом и немножко проговорить. Значит, пожалуйста, очень вас попрошу, кнопочка «Выход», вы видите у себя это в верхнем правом углу, пожалуйста, чтобы мы как-то могли остаться очень кулуарно в нашей такой вебинарной комнате. Поэтому, уважаемые коллеги, 20-й детский сад, 12-й детский сад приглашаю к профессиональному разговору, Марину Владимировну приглашаю и наша сторона. Давайте мы с вами договоримся, что в 15:45 мы выходим снова на платформу, чтобы 20-й детский сад у нас успел немножко перевести дух. Поэтому в 15:45 я буду вас здесь ждать. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, кто у нас там? Наталья Васильевна, Наталья Владимировна,
Если как бы вы есть, пожалуйста, выйдите в эфир, чтобы мы могли с вами немножко переговорить. Если вы есть. Мгм. Спасибо большое, да, чтобы так, глядя в глаза, да, глядя в глаза друг в другу, все ушли, мы всех исключили, то есть мы остались только сейчас с вами. А я просила остаться Марину Владимировну Лебедеву, она ушла. Я просила остаться Елену Сергеевну, она тоже ушла, да? Поэтому, ну, как бы каждый посчитал так, как нужно. Поэтому хорошо, что вы остались. Там Лира Рауфовну вижу, Наталью Владимировну вижу и Наталью Васильевну вижу, да? Значит, коллеги, специально, ну, думаю, чтобы мне вас видеть, можно, если удобно, вот если удобно, вы можете развернуть наш, как бы, чат. Вот я даже сейчас сделаю так на большой экран, и мы тогда будем видеть друг друга, ну, более-менее нормально, если что. Вот я просто развернула сейчас это. Да? Вот я сейчас вижу вас всех втроем, прямо на большом экране. Это где наше окошечко видео. Просто вот там стрелочка такая двойная. Разверните ее, пожалуйста. Вот, да. Угу. Да? Так, Люк, вы меня слышите хорошо? Хорошо. И я вас тоже слышу хорошо. Угу. Смотрите, значит, коллеги дорогие, вы даже не думайте там что-то сейчас. Я вообще не собираюсь ничего говорить по поводу сегодняшнего мероприятия. Вы уже все, я уже вам все сказала. Вы все, что могли, вы сделали, вы показали, как умели, так показали. Нет, это вообще даже не по поводу сегодняшнего мероприятия вообще, а по поводу дальнейшей работы. Значит, смотрите, здесь как бы я очень хорошо понимаю, я Наталью Васильевну понимаю, Наталью Владимировну понимаю, Лиру Рауфовну, все прекрасно, и там Галина Анатольевна где-то еще есть, да? Я всех вас прекрасно понимаю. Я понимаю ваш коллектив, да? Вот. Единственное, что я не очень могу понять, и что очень бросается в глаза, что у вас идет диссонанс. Я не знаю, с чем это связано, и это я не собираюсь туда внутрь к вам лезть, в ваши процессы, но я просто его ощущаю. То есть диссонанс идет в чем? Диссонанс идет в том, что вроде вы стараетесь сделать, ну, по-новому, да, то есть какие-то вот такие элементы, они идут. С другой стороны, вот где-то, я не знаю у кого, но это не принимается именно внутри вашего детского сада. Я не знаю, где и как это происходит, но это прям вот видно, что оно не воспринимается, не поддерживается. Вот просто вот подумайте над этим, да, то есть вроде вы стараетесь, вы делаете здорово, интересно, хорошо, но с другой стороны, вот где-то вот этот вот дисбаланс, он все-таки существует. Не знаю, с чем он связан, не знаю, вообще не знаю. Дальше. Вот очень все-таки подумайте еще, пожалуйста, над тем, вам надо подумать просто над тем, как сделать так, чтобы, ну вот давайте возьмем так, вот есть 100%, да, хотя бы взрослого в детской деятельности осталось процентов на 50. Вот просто подумайте об этом, да, я не прошу даже вас там на все 100, нет, именно на 50. То есть где-то надо себя убирать из деятельности детей, да, и больше думать, как это можно сделать, чтобы они самостоятельно действовали. Вот просто над этим подумайте, да, я не даю вам планки 20%, 10%, а именно вот 50%, все. И никогда не бойтесь, вот сегодня у Натальи Владимировны это прозвучало, и я ее очень хорошо понимаю, Наталья Владимировна, да, потому что вы специалист, вы человек, который отвечаете сами за свой результат, сами. Вот вам уже никто не поможет логопеду. Если он видит ребенка, да, он ставит перед собой цель, как он может ребенку помочь, он четко идет к достижению этой цели. Но этот вариант, он не проходит, когда есть воспитатели. Поэтому вот просто здесь немножко подумайте. И вот когда вы сегодня комментировали физрука, мне так интересно стало, знаете, я не про вас. У вас там все нормально, вы все понимаете, все знаете, почему вы делаете, почему вы так делаете, почему вы так делаете. Вы все это очень хорошо знаете. А когда вы комментировали физрука, да, ну потому что вы, понятно, вы коллега, да, но вы давали такие интересные формулировки, что вот посмотрите, здесь, значит, вот были такие задания, на такие-то, а это не важно, Наталья Владимировна, это не важно, потому что есть среда, и если ребенок будет, ну, как сказать, придумывать даже сам движение без заданий взрослого, а это не важно. Вот он сейчас поднимет там бедро вверх, или это вообще не важно.
мы же говорим о развитии движения, о развитии о двигательном творчестве, да? Вот поэтому вот этот вот дисбаланс, он немножечко у вас ощущается. То есть вроде с одной стороны мы как-то держим в головах, что чему-то мы должны обязательно научить, и обязательно это должны вычленить, чему мы должны научить. Если какой-то кусок деятельности, а вам надо подумать, что нет. Не надо думать постоянно, что 3-4 минуты, чему мы научаем детей. Не надо. Вот они радовались, они проживали этот кусок. И вот это у вас ощущается, и это хорошо. Вы придете к этому, когда, знаете, вот вы просто немножко эту ситуацию отпустите. То есть вот еще, знаете, вот я ведь ситуацию с вдохновением знаю, да? Мы немножко с вами общались, и с Натальей Васильевной там, и так далее, немножко чуть-чуть. Поэтому вот эта вот тревожность, она очень сегодня тоже присутствовала. То есть вот это какая-то боязнь, что-то сказать не так, что-то показать не так, да? Вы не бойтесь. Вы чего? Не надо. Это ваш опыт. Он замечательный. Пусть он, да, такой, да, мы признаем. Где-то у нас пока это не получается, а это получается. Поэтому вы не бойтесь. И вот публичные такие выступления, они никак не должны, ну, как сказать, вас страшить. Ну, вот никак этого не должно быть. Вот я всегда говорю нашим, вот с чем столкнулась сейчас Печора. Я тоже думаю, что вы знаете, что там у нас был конфликт в Печоре. Ну, я думаю, что вы уже слышали об этом. Может быть, ну, сейчас я вам скажу об этом, что у нас был конфликт. Именно Печорская команда и Марина Владимировна. У нас был этот конфликт, поэтому этот конфликт еще до конца не разрешен. Это неплохо. Наоборот, когда идет столкновение, это хорошо. Но конфликт заключался в том, что я Печоре говорила, что всегда надо находить аргументы. То есть почему вы делаете так? Если вы не можете пояснить, почему и зачем, и для чего вы делаете так, все, кто вас смотрит и слушают, они будут задавать очень большое количество вопросов. Поэтому вот здесь то же самое. Если вы презентуете опыт, да, любой опыт, вы всегда должны, вот пусть он будет инновационный, пусть он будет традиционный, глубоко традиционный, мы ведь не отказываемся от этого, да, но вы всегда должны находить такие аргументы современные, которые покажут, что да, действительно, это очень сегодня нужно, именно для ребенка. Вот не знаю, вот надо вот как-то вам продумать эти вещи, когда на будущее будете транслировать. Вот, наверное, 3 таких момента я бы хотела вам просто сказать, поэтому я оставила вас специально, чтобы мы были вместе, и все. Поэтому какие, если хотите вы мне задать вопросы, вы мне задайте. И вы знаете, вот, извините еще, вот сегодня очень сильно бросалось в глаза, как бы то, что вы почему-то, я не знаю, почему вы так решили, вроде мы об этом с вами не говорили, да, и никому установки такие я вам не давала. Почему именно показать деятельность специалистов? То есть вот почему? Ведь если есть вдохновенческая группа 1-2, то можно было просто показать, как она живет, как они живут, эти группы, во взаимодействии, в том числе со специалистами. То есть вот как-то вот немножко у меня осталось под вопросом, почему именно Наталья Владимировна, да, много вас вот так вот было, почему? Вот как-то немножко, может быть, надо было или пояснить, или сказать, что для нас стала такая проблема, да, дефицит такой стал, что мы задумываемся, а как вот действительно включаться. А может, вы не задумываетесь, может, вы наоборот думаете, зачем нам это надо, да? Поэтому я говорю, не знаю, поэтому вы меня спросите. Я очень хотела, чтобы Марина Владимировна осталась. Потому что, хотела, потому что этот разговор давно уже назревает. Где-то мы говорим одно, действуем по второму, делаем по третьему, но вот лично меня, например, это не устраивает. Вот, поэтому, вот, не знаю, спросите что-то, скажите, в чем сомнение, что, как бы, где, как, что у вас там с программой-то происходит, что, как вы вот себя видите, сложно, нужно, не нужно, важно, вот, как бы это уже мне скажите, это дальше никуда не выйдет. Просто слишком много у нас, я говорю сейчас, вот таких, вот вы смеетесь, да, у нас просто какие-то, вы знаете, конфликтные ситуации за конфликтными почему-то случаются, и вот в чем причина, я никак не могу понять. Можно я скажу, да? Мне иногда кажется, что вот я, например, как воспринимаю, что надо вдохновение и полностью отказаться внутренне от каких-то вот устоявшихся догм, допустим, да, педагогических, да. А я, например, не вижу в них ничего плохого. Я считаю, что это должно быть где-то вот честно скажу, я ничего не вижу плохого, если ребенок даже 10 минут посидит и что-то послушает. Не вижу плохого, понимаете?
А я думаю, ага, а как же? А вдохновение, а нельзя, а вот только скачем и прыгаем. Почему? Понимаете? Меня это Понимаю, да. очень нравится. Или, Да, Наталья Владимировна, очень хорошо вас понимаю. а вот физрук, ну, например, инструктор по физической культуре. А тогда зачем он вообще нужен? Вот если дети просто у нас и двигаются, и вот все, они могут ведь прийти в физкультурный зал с воспитателем, и также попрыгать и побегать. А зачем тогда нужен инструктор по физической культуре? Хорошие вопросы очень хорошие, да. И тогда, вы понимаете, постоянно какие-то вот моменты возникают, и думаешь. Вот и Внутренний конфликт. внутренний какой-то конфликт идет, понимаете, я знаю. я самой собой. Я вот вроде как бы понимаю, да, вот этот момент хороший, а этот мне не нравится. А почему я должна все это полностью, понимаете? А вдруг я сделаю так, а это вот и не так вовсе. В общем, Да. Наталья Владимировна, я вас очень хорошо понимаю, потому что вот эти проблемные вопросы, их надо обсуждать, но их надо внутри, сначала в коллективе, да? Если как бы где-то вы, нас поставили, это мы уже внешние у вас силы, получается, внешние такие, да? Если мы где-то будем нужны, мы с удовольствием подключимся, но сначала внутри. И надо здесь, знаете, вот просто один момент, не со своей позиции, как с позиции взрослого человека, а просто посмотреть именно с позиции ребенка. Вот ребенку это сейчас здесь нужно. Вот давайте, вот я скажу, например, я, да, Наталья Васильевна скажет свое мнение, вы скажете свое мнение, Лира Ровна. И вот эти вещи надо обсуждать. Вот ребенку сейчас здесь хорошо, вот то, что, например, там происходит, вот он играет, да, хорошо. Почему? Или вот то, что он сейчас вместе со взрослым. Вот вам надо как бы за центр взять именно как бы ребенка, то есть понимание. В программе вдохновения, да, там вчера Марина Владимировна, она хорошо сказала, молодец, в этом плане, что самое главное, это вот какой образ ребенка складывается у всех взрослых, да, вот образ ребенка, и вот какой он там активный, любознательный, да, может проявлять свою активность, там какие-то вот, и, соответственно, как мы понимаем взрослые этот образ ребенка. И вот здесь вот все камни преткновения начинают все строиться. И вот у вас там сейчас идет по шкалам Эккерс, потому что не секрет ведь, что вдохновение, они включили в себя шкалы Эккерс, да, и мы с вами уже тоже, я лично приезжала, у вас проводила экспертизу, помните, и вы наверняка со шкалами Эккерс знакомы. И вот там, если мы говорим о взаимодействии взрослого и детей, взаимодействие, а это не важно, Наталья Владимировна, вы же понимаете, где это будет, в организованной деятельности, в совместной деятельности, в режимных моментах, не важно. Но если мы говорим о взаимодействии, вот эти вот параметры ключевые, которые они есть, вам надо вот потом посмотреть, чтобы, например, ваше взаимодействие со стороны кто-то оценил, посмотрел, и тогда вот это все свяжется воедино. А вот этот внутренний конфликт, он чувствуется ведь у вас очень сильно, но это не есть плохо. Вы не думаете, это наоборот, вот те ваши сомнения, те ваши переживания, это не есть плохо. И правильно вы говорите, специалист, а зачем он нужен? Ну вот смотрите, если вы меня спросите, я вам скажу, специалист должен уметь делать то, что не может делать простой воспитатель. И может научить он ребенка тому, что не может сделать простой воспитатель. Он не может это сделать. Понимаете? А где уже, в какой там деятельности, в зале ли, в группе ли, да? Но вот только для этого нужен специалист. А так мы все вместе проживаем день, там, что событие какое-то интересное. Вот, поэтому, допустим, если вы возьмете физрука, да, вот физрук, инструктор по физкультуре, согласитесь, вот, например, там правильно научить ребенка, допустим, там забрасывать мяч в корзину. Может простой воспитатель это сделать? Мне кажется, не каждый. Правильно, да, чтобы там стойку, кстати, и так далее, и так далее. Я не говорю про использование спортивного оборудования специального, там коньки, лыжи и так далее, и так далее. Вот, поэтому вот как бы с таких позиций. А если, например, специалист такими не умеет, не владеет, то не знаю, что он тогда будет делать. Вот смотрите, опять же, программа вдохновения, не важно, да, вот есть такое у нас направление современное 3D-физкультура. Вот представьте, даже не берем мы эту бокс не 3D-физкультуру, вот представьте, запустить ваших сейчас малышей, детей в физкультурный зал. Вот всех, даже маленьких, маленьких возьмите, запустить. Там же шведская стенка, там батуты у вас, где-то там еще что-то. И просто предоставить им полную свободу. Вот сразу себе подумайте, где здесь нужен взрослый, он чему сможет ребенка здесь научить? Не один, не два взрослых. Вот именно специалист чему?
Там лазать по шведской стенке? Да, мне кажется, нет. Ребенок сам сможет с поддержкой взрослого, да? Прыгать на батуте? Я думаю, что нет. Поэтому вот когда мы сами, это, Наталья, у вас очень хороший вопрос, он такой, то есть вы сейчас задаете сами себе вопрос, а зачем я здесь как специалист? Как специалист, который владеет там такими там техниками, приемами, методами, да, вот как логопед. А я зачем здесь? Я чем могу помочь? Это очень хороший вопрос. И я желаю вам всем и вам в первую очередь найти ответ на этот вопрос. И таких вопросов будет очень много. Поэтому вот взаимодействие специалиста с воспитателем, мне кажется, вот специалист, он это профессионал высокого уровня. И он именно в помощь тому, что я как воспитатель не могу сделать где-то, а где-то просто как вот поддержка, помощник мой, вот здесь вот все вместе. Не знаю, вот я так думаю. Может быть, вы думаете иначе, поделитесь этим. Но я поняла, в этом у вас камень преткновения. Это я поняла, да. Еще что? Не слышу. Галина Анатольевна не Нет, слышу. Татьяна Валерьяновна, не только в этом у нас дело. Дело в том, что у нас текучесть педагогическая происходит, и приходят новые педагоги, пришли молодые девочки, которые только подсоединяются к этой программе. Нам приходится заново им все жевать, заново все рассказывать. И где-то идет какое-то, знаете, столкновение, неприятие еще сразу каких-то моментов. Вот. А зачем вы им даете? Это вы имеете в виду, что у вас вдохновенческая группа начала работать, а потом произошла смена педагогов, да? Получается, начинала работать с вдохновением. Я на этой группе, я работала 2 года, потом я ушла оттуда, поставили другого воспитателя, которая вроде бы согласилась, начала, ушла в декретный отпуск. Сейчас пришла совершенно молоденькая девочка, только закончила институт, не та Маргарита, а новенькая. Вот мы ее только поставили, она только начинает, группа уже подготовительная. То есть, понимаете, вот текучесть вот этих кадров, нам очень сложно в этом вот плане. Понимаю. А что делать-то? Целостность, поэтому мы не смогли показать, потому что у нас вот происходило, да, вот где-то мы показали моменты, где Наталья Владимировна помогала нам вдохновением этим работать как логопед, как специалист. Где-то у нас видео не загрузилось, это мои еще видеоролики. Я как старший воспитатель, я выхожу на группу, где-то провожу эти мероприятия совместные, эти, понимаете? Очень сложно вот в этом плане нам, очень сложно. Ну вот то, что как бы сегодня там не загрузилось, не получилось, об этом даже не думайте, потому что никто программу вдохновения не знают вообще. Им все равно. Им надо было составить интересное предложение о себе. Про себя понятно, рефлексия, она вам нужна, вы понимаете. Слушайте, ну давайте подумаем, а что делать тогда? У вас получается сколько групп, вот вы на сегодняшний день вы хотите, чтобы работали по вдохновению? Можно эти одну оставить? Нет, у нас 2 группы, это Наталья Степановна, вот подсоединилась к нам, да? Да. Ее тоже новенькая, молодая девочка Маргарита. То есть она как бы, вот Наталья Степановна нас поддерживает в этом, и пытаемся Маргарите вот это вот тоже как бы, ну, подключить ее к этому делу. И на 12-й группе, которая вторая группа мною, которая оставлена, она вот, там тоже новая девочка, новый специалист, вот, который тоже только вникает в это во все. А возраст детей какой? Первая это 6-7, а вторая? Подготовительные группы. А обе подготовительные группы? Просто получается, ну, старшие группы у нас тоже есть, мы их тоже как-то пытаемся включить в это дело, но вот они какие-то элементы берут, понимаете, вот, ну, очень вот в плане педагогов у нас очень сложно это идет. Подождите, а малышей вы показывали, а они просто живут, да? Ну, это просто жизнь малышей, потому что вот малыши, они такие непосредственные, такие хорошие. Конечно, дальше они будут подниматься. Мы почему малышей показали? Потому что сейчас мы видим в них вот эти вот какие-то, может быть, потенциал вдохновенческий, что ли, не знаю, вот педагоги там, элементы какие-то, да, мы вот пытаемся. Они же со временем подымутся и дальше, то есть вот чтобы дальше с ними продолжать эту работу. Ну, то есть это вот так. Понятно. Ну, смотрите, а получается у вас, ну, пусть вот две подготовительные группы, да, маленькие детки, а остальные работают по какой программе? Детство. По детству вы работаете? Так у вас все очень должно быть созвучно в любом случае. Оно у нас созвучно, но, понимаете, по программе у нас расписание, у нас занятия, у нас что-то как структура какая-то, понимаете,
не просто детский совет и выход на какой-то проект или на событийность какую-то. То есть, ну, они это делают, да, но это происходит как-то в рамках вот занятия определенных. Ну а вы какой, коллеги, вообще выход видите из этого всего? Вот кадры меняются, да? Конечно, это очень сложная ситуация. Нового человека поставить и позволять ему проживать, да, как-то это я вас очень хорошо понимаю, как старших воспитателей, как специалистов, но просто вот какой выход-то нам здесь найти? Вот 6-7 лет, я не знаю, эти группы, ну вот доведут они. Выпустятся, да, они сейчас выпустятся. Планируем, что мы возьмем этих малышей, вот с которыми сейчас мы начинаем. Ну вот смотрите, вы вот эти группы, которые 6-7 лет, я понимаю, Наталью Васильевну, потому что вы сами начинали работать, и вам хочется, чтобы это все продолжалось. Вот вы немножко отстранитесь, ну, отстранитесь сейчас все, и вы как бы подумайте, вот в этих группах там как-то иначе процесс идет, чем он раньше шел в этих же, ну, в этом же возрасте, или таких принципиальных изменений нет. Потому что если вы принципиальные изменения не ощущаете, ну, вот от деятельности, да, вот этой вот, от реализации программы вдохновения, то, ну, не знаю, как вот, не ощущаете, да? Ну, вы честно скажите. Да честно скажите, не бойтесь, честно скажите, что нет, не ощущаю. Я просто к чему? Пока, может быть, еще не поздно, коллеги. Вот смотрите, тема у вас инновационной деятельности сменилась, да? С 1 июля она сменилась. Там тема связана, да, с развитием теперь качества дошкольного образования. Ведь никогда не поздно отказаться. Это первый вариант. Просто отказаться. Все, закончить на этом инновационную деятельность, просто тихонечко жить, продвигаться, как вы жили, да, то есть как бы, ну, это все понимаете. Первый вариант. Второй вариант, он связан с продолжением деятельности. Но здесь встает вопрос с человеческими ресурсами. Поэтому вот не знаю, можно оставить одну группу, вести дальше, но это будет очень сложно. Я имею в виду, что когда все остальные ну, поддерживают, не поддерживают, да, и получается, например, специалист в одной группе, он должен по одному действовать, а в других группах вроде по-другому. То есть тогда надо менять уклад всего детского сада. Вот видите, вот я вас очень хорошо понимаю, что вы на распутье, и вы, самое интересное, не знаю, может, помощь чья-то нужна? Я в плане там, может быть, я не знаю, что сделать-то, что с коллективом-то сделать? Кадры нам пришлите с Сыктывкарского института педагогического. Кадры, да. Кадры – это хорошо, но не знаю даже. Ну вот, ну, давайте посмотрим то, что есть. Вот кадры такие, какие они есть, да? Других на сегодняшний день у вас не будет. Ну, по крайней мере, вот представим. Что мы делаем? Мы спокойно дальше просто пробуем, проживаем или как? Или сосредоточимся на одной какой-то группе и там попробуем все новое, интересное? Как вот будем действовать? Вы просто подумайте, да, потом смотрите, я очень вас хорошо понимаю по поводу детского совета. Детский совет не принимается многими. И не потому, что там надо планировать с детьми, да, а потому что, именно потому, что там надо планировать с детьми. Да, это как бы не принимается многими, но мне кажется, если где-то у вас есть начало уже этих вещей, то можно это продолжить. Если у вас есть какая-то другая альтернатива, ну, то есть что-то другое, чем-то другим заменить, чтобы просто утром в 9 часов утра не начиналась вот эта организованная взрослым деятельность, а именно начиналась деятельность детей по их интересам, значит, надо просто посмотреть, что можно другое. Можно в 9 часов утра ставить игру, пусть играют, нормальную, хорошую, развернутую, вот этот процесс. Но это в тех группах, которые будут у вас. А Марина Владимировна, назвать это как? Да никак. А зачем? А почему вы ориентируетесь на Марину Владимировну? Программа вдохновения у нас. Нет, я к тому, что как это назвать. У нас есть распорядок дня, да? Распорядок дня, у нас есть режимные моменты, режимные процессы. Вот вы возьмите свой распорядок дня, что у вас в этом кусочке обозначено? Например, с 9 до 10 в этой группе, что? Вот если как это обозначено, это и надо делать. В каждой группе по-разному. Кто-то утром играет, кто-то обменивается новостями, кто-то работает в центрах, девочки дует, а потом кто-то проводит занятия. То есть в каждой группе по-разному.
Нет, это понятно, что в каждой группе по-разному. Но вот если мы говорим о реализации такого нового формата взаимодействия, да, с детьми, когда мы просто планируем вместе день, то есть как мы этот день будем проживать, ну, это хоть меняйтесь новостями, хоть просто проговаривайте, это не хотите записывайте, хотите не записывайте. Но я сразу вам говорю, детские советы и планирование – это только старшая группа. Вот, и раньше даже это бесполезно начинать, это не нужно детям абсолютно. Старшая подготовительная группа, когда есть какое-то понимание того, что дальше будет, да? Вот. И поэтому можно так. И потом, соответственно, у вас начинается деятельность и работа в центрах интересов. Все, как бы, не знаю, вы знаете, вы сейчас вот не идите по тому пути, по которому вот у нас у Печоров встал такой вопрос, но я им разрешила, это вопрос, ответил очень простой на него. У них встал вопрос такой, что как планировать, им не нравится это. Даже той же Марии Степановне, ей не нравится планировать с детьми, там, совместно деятельность. И я им говорю, ну, планируйте наоборот. То есть вот вы сделали, а теперь это как-то зафиксируйте у себя, то есть запишите это. Хотите, на бумажке запишите, хотите, видеороликом запишите. Это тоже будет то, что происходило вчера. И складывайте куда-то кейс единый, потому что инновационная площадка – это ты никогда не знаешь, что будет завтра. А если вы знаете, что будет завтра, это не инновация. Это уже постепенно переходит, перекатываются какие-то традиции определенные. Поэтому не знаю, да, коллеги, много у вас, конечно, таких вопросов, сомнений. И главное, видите, у вас вот преобразование где-то и предметной среды к этому повлекло. Но с кадрами я не знаю, что делать, Наталья Васильевна, не знаю. Потому что я вроде понимаю, с одной стороны, чего вы хотите, да, но с другой стороны, это пока не совсем получается. Но, может быть, пусть так пока и идет. Вот мы как бы тоже за то. Приходят одни кадры, то есть у нас получается, понимаете, вот буксуем, хочется дальше идти, а вроде бы развились, раз кадры поменялись, заново начинаем эту работу, опять вроде бы раз кадры поменялись, как бы вот в таком плане. А так-то мы, конечно, и детский совет у нас идет, и дети на этой группе отличаются. Это заметно, вдохновенцы наши, они везде впереди планеты всей, у них очень интересная активная жизнь, и группы их очень интересные. Но вот единственное, что вот это вот кадровые эти вопросы очень как бы... Ну, не знаю, видимо, сейчас такое пока время пришло у вас, когда вы немножечко делать должны шаг назад. Ну, пока вы немножко откатываетесь. То есть вы сами говорите, что вам хочется идти вперед, да? Вы где-то на месте стоите, где-то уже немножечко даже откатились назад. Ну, это нормальный процесс, поэтому, ну, будем считать, что для последующего ускорения. Но, слушайте, а вот как кадры, не знаю, может быть, тогда с 12-м садом как-то договориться, чтобы вы какие-то такие совместные между друг другом стажировки проводили? Может, этих девочек тогда к ним отправлять? Было бы Но мы так делали. Мы знаете, когда делали? Когда у нас, вот сейчас вот то, о чем вы говорите, у нас проходили ситуацию, когда у нас соединялись разные детские сады в один. Представляете, да, вот 3 детских сада, они соединились в один. И очень были сложные ситуации именно с подбором кадров. То есть в одном детском саду кадры не работали, во втором работали. А теперь они стали одним детским садом, и все. И там вот у нас руководитель, она пошла на такое очень интересное ухищрение, она просто кадры перемешала, и получается, ну, вот так. И они стажировались друг у друга. Поэтому я не знаю, давайте попробуем, если кто из ваших девочек, вот этих молодых, если у них есть желание побыть на стажировке в 12-м детском саду, например, просто как бы приходить, поучаствовать вместе, там вот только возраст скажите какой, надо мне договориться с Еленой Сергеевной, и, пожалуйста, пусть они приходят, пусть они проживают, пусть они смотрят, пусть они учатся где-то, а потом пробуют вот уже применять это вот такой путь вот можно вам предложить, потому что этот путь, он эффективный. Он эффективный, когда если внутри детского сада сложно где-то у кого-то учиться, то мы можем в 12-й детский сад закинуть вас, ну, ваших я имею в виду. Да. Хотите? Да? Давайте с Нового года тогда я тихонечко Елену Сергеевну, Наталью Ивановну, Ирину Владимировну подготовлю, что надо, как бы надо. Может быть, знаете, вот я уже думаю, может быть, если их воспитатели какие-то придут к вам немножко с вами побыть, но не знаю, не согласятся, наверное, пока. Подумаем. То есть такой взаимообмен, почему нет друг другу? У вас все-таки там 2 детских сада, надо помогать. Так, еще что? Еще какие предложения есть? Это я услышала еще.
Какие еще есть предложения? Вот я предлагала Елене, да, Галина Анатольевна что там говорит. Сейчас я запишу себе. Галина Анатольевна говорит, все хорошо. А то я там вообще страшные картины вам рисовали. Скажите, скажите, а что, скажите? Здрасте, Галина Анатольевна. Говорю, нарисовали страшные картины, панику разводят. Просто видите, как, наверное, тоже не совсем хорошо, когда растишь кадры слишком хорошие. Вот. То есть здесь был один старший воспитатель, Юрий Алексеевич забрал на заведование садом. Наталья Васильевна успешно вела у нас вдохновение на своей группе, пришлось ее поднимать и старшим воспитателем. И вот эти все перемещения, вот они как пошли у нас, и немножечко на кого рассчитывали, планировали, вдруг в декрет ушла. Я считаю, что это вот такие трудности, которые они могут преодолеваться только временем. Нам нужно просто на это время. Одна, чтобы пришлась в свою должность и подхватила. Воспитатель тоже, он тоже не может выйти на группу молодой воспитателей и моментально понять, что они хотят. Естественно, старшим воспитателям больше внимания уделять этим девочкам. То есть она простой воспитатель, а нужно из нее сделать вдохновенца. А как это сделать? Естественно, личным примером и так далее. Хотя, вы знаете, сейчас такое время, что так быстро все движется и крутится, мы просто как рыбы вот воздух хватаем и только вот успеваем вот саму-то вот эту жизнь нашу, то там очень много всего сверху. Но я считаю, что, например, просто жить обычной жизнью мы в нашем коллективе не сможем. Нам нравится вот, работать вот в таком темпе, вот инновационном таком режиме, что-то пробовать, чем-то заниматься. Да, они, конечно, они вот моя Наталья Владимировна и Наталья Васильевна, Лера Рауфовна, понимаете, у нас как-то получился вот управленческий костяк головастый. А теперь под себя нужно подделать еще и остальных девочек, воспитателей, да, как-то им объяснить, заразить их вот этим своим желанием жить в таком ритме. Просто нужно на это время. Ну, я не знаю, я говорю, смотрите, если вам нужен тайм-аут какой-то, тайм-аут, да, для того, чтобы просто вы привели, ощущение, впечатление, там, понимание того, что нужно коллективу, как это можно делать, вы просто дайте нам знать, и какой-то промежуток времени, например, мы точно не будем вас ни трогать, ни включать нигде, чтобы вы просто разобрались, да, в том, что важно, что ценно, что нужно. Если вы не хотите входить сейчас в инновационный режим, у нас же 19-й детский сад Печора отказался. Он не будет сейчас инновационной площадкой, да, не будет, там тоже идут, там вот почему я говорю, у нас почему-то сейчас, я очень давно хотела собрать вдохновенцев, и я призывала к этому, но как-то пока вот, видимо, каждый сам в своем мирке, и мы не хотим говорить об этих проблемах, которые есть, вот именно нашим сообществом, мне кажется, нам надо говорить об этом. Я возлагала на Марину Владимировну такие надежды, да, чтобы она все-таки обговаривала такие проблемные вещи, но не получается. Поэтому и вот в каждом, и 19-й Печора, когда они, две группы занялись вдохновением, а другой детский сад не занимается этим, и теперь там конфликт идет очень серьезный. 12-й детский сад Воркута, там тоже идет конфликт серьезный, потому что воспитатели, правильно Наталья Владимировна говорит, что я не понимаю, почему я так должна работать, да, например. И там воспитатели заявляют то же самое. А почему мы так должны работать? Нам нравится больше вот как было так. Поэтому вот мне хочется, не знаю, либо, как-то сами мы себе говорим стоп, да, где-то останавливаемся и берем с собой дальше тех, кто только хочет идти. Все, остальные как бы, ради бога, пожалуйста, это ваше профессиональное право. Нет, значит, нет, мы уважаем, ценим, вы только помогайте нам. То есть не мешайте, а помогайте нам, чем можете. Вот, поэтому не знаю, как бы, это нормально. Мне кажется, нам надо вот об этих вещах всегда говорить, вместе друг с другом собираться. Площадками. Инновационная деятельность, Галина Анатольевна, это очень сложно.
Это очень сложно. Да? Ну, я вот, знаете, для того, чтобы вот воспитатели подключались к этой работе, чего-то хотели, мне кажется, мы вот обязаны, Наталья Васильевна, им просто объяснить, куда мы их ведем. Да, 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 да. мне кажется, некоторые вот и совершенно этого не понимают. Хотя вот эти вот две группы сейчас представительные бросать никак нельзя. Настолько там хорошая сейчас среда у них, и они привыкли жить такой жизнью. Мы не можем сейчас взять это и закрыть. Так я-то ведь вообще не против. Я ведь приму любой вариант. Неожиданно, да. И я смотрю, ведь и другие ведь возраста, ведь и вдруг у других, они подтягиваются к этому. Они берут элементы, вот то, что воспитатели другие приемлют, Да. они это быстренько берут. Да. А что нет, то, Да. но это же тоже неплохо. Почему? Если какому-то воспитателю что-то понравилось, то он возьмет это себе и будет делать. Ну, Да, ну, да, он возьмет делать, только просто надо всегда очень хорошо понимать, а зачем. Да. То есть если это мне нравится, потому что мне нравится как педагогу, о, классно, здорово, да? А вот давайте посмотрим со стороны ребенка, а ему это нужно? Ну, Вот все, да, расставляет на свои места сразу. Вот среда, да, что-то видит, они берут, среда, по-моему, вообще ни одному ребенку, ни с какой программой, богатая, там, разнообразная и все прочее, она не помеха, она только в плюс будет идти. Вот что касается среды, изменений, это, пожалуйста, все воспитатели берут, всем нравятся и подиумы, и ширмы, и вот это все, трансформируемость взяли все. Каждая группа наша взяла. Это всем нравится, да. Уголки уединения каждый взял. Ну вот сами, как бы, само взаимодействие в форме здесь уже сложнее. Да. Тут уже сложнее. Да, взаимодействие, конечно, потому что я говорю, вот эта позиция, когда взрослый человек, он все знает, он все умеет, он становится, да, выше, чем над детьми, это ведь позиция очень сложно ее перебороть, если она есть в человеке. А у молодых девочек, у них, наоборот, такой позиции нету. Они всегда как-то стараются быть вот вместе там с детьми, наравне с ними. Ну, не все, конечно, но тем не менее. Поэтому не знаю, вы знаете, коллеги, мне очень, как бы, я вам сочувствую, сопереживаю даже, и мне созвучно то, что вы задумались над этими вещами. Поэтому, конечно, хотелось бы, я не заканчиваю разговор, да, но просто хотелось бы, чтобы этот разговор, он как-то, может быть, я не знаю, может быть, получил какое-то свое второе такое дыхание, чтобы вы обязательно нашли ответы, потому что кроме вас никто не найдет самих ответы на эти вопросы, которые вот поставлены. Где-то что-то немножко пошло не так, вот где-то что-то, как нам рисовалось, да, но, как я всегда говорю, это только ваш путь, и вы его должны пройти. Если вот, как Галина Анатольевна, как руководитель, если вы ее поддерживаете, если все-таки инновационной деятельностью детский сад заниматься будет, да, я не знаю, вы там сами все решаете. Ведь вы поймите, сейчас время такое, когда нет такого, что ай-яй-яй, не сделали это плохо, или, наоборот, делаете хорошо. Нет. Нужно это вам, вашему коллективу. А может, слушайте, о чем мы с вами тут рассуждаем? Вы соберитесь сами со своими коллегами, коллективом, и пишите, надо вам это всем или нет. Если нет, вот и будут всякие, да, это я не хочу, это я делать не буду. А если надо, тогда договоримся, давайте, сразу надо. И что мы будем делать, куда мы пойдем, да, Галина Анатольевна? Как мы будем жить, как изменится наша жизнь, понимание, почему, зачем. Вот, наверное, только так, но это только вам решать. Поэтому, не знаю, мне, конечно, хочется вам очень помочь, очень, только я не знаю, чем. Вот как бы один вариант, вот я вам предлагаю, да, то, что рядом, но понимаю, что где-то, может быть, он для кого-то пока неприемлем из вас, ничего страшного. Не из вас, из четверых, да, вообще из вашего детского сада. Поэтому смотрите, я не знаю, что там как, но вот даже не знаю, что. Если, например, сейчас вот такой вот взять, как вдохновение сейчас нас просит вот эту оценку качества образования, давайте смотрите, там то-то, то-то, не знаю, мне кажется, это еще всковырнет еще больше. Да. Таких, знаете, вот вещей, которые... Поэтому те кадры, которые у вас есть, надо, может быть, пока с ними как-то какой-то костячок такой, с ними поработать, и, соответственно, просто потом им транслировать для всех остальных, и им позволять говорить не вам, убеждать педагогов, а вот воспитателям, этим воспитателям. Вот она попробовала там, например, детский совет, да, раз все собрались, посмотрели, проанализировали плюсы, минусы, и пробуют дальше все по кругу.
ну, только подготовишки. Подготовишки. Мы даже не берем старших пока. Подготовишки. Вот одна попробовала. А мы смотрим все. А давай поправим что-то. В следующий день так сделаем. То есть такой очень кропотливый, мне кажется, процесс. Вот где-то что-то. Не знаю. Как-то так. Пока. Что, Наталья Владимировна, думаете? А вы все, у вас вот, вы как бы свою линию ведь очень хорошую заняли, да, вы понимаете, что речь, развитие речи через музыку, через пение, это же хорошо, да, через вязание, через там что-то, вот вы вот это все и продолжаете. Вот так все, как вот вы там, мне же очень нравилось, я всегда вам писала, что ой, как здорово, там вы зашли, там вяжете вечером с ними, сидите, что-то там собираете, да, потом пришли, пели, вот оно это и есть ваше. Если вы в этом почувствуете, как профессионал, я не логопед, вы логопед, да, если вы почувствуете, что вот такие формы, они больше дают детям в плане коррекции, произношения, еще чего-то, да, то вот пусть так и будет. А если вы почувствуете, что нет, значит, надо искать другие формы, которые дети сами раскрываются. Книжки будете с ними сочинять, составлять, писать, да? Замечательно. Читайте их, изучайте, анализируйте произношение. Не знаю, поэтому, не знаю, мне кажется, ну, как бы... И у вас такой вот свой сундучок появится, иногда не связанный даже с программой вдохновения. Родители, сколько у вас находок таких интересных по взаимодействию с родителями, то есть таких вот крупиночек очень хороших. Почему я и говорю сейчас, вот знаете, вам что надо сделать, я не знаю только, кто этим будет заниматься, надо, может быть, девочки, вот кто-то, может быть, кто автор, вам надо взять вот эти все ваши кейсы, видеокейсы, вы сейчас видеокейсы сделали, да, вы как бы вот как много, вот вам надо выложить их в такую системку, вот что к чему относится. Вот как вы сегодня попытались это сделать, да, почему я и написала, что вы хоть как-то логические связки-то делаете, и Наталья Владимировна очень быстро перестроилась. И она говорит, да, вот это вот сейчас пойдет серия видеороликов, сразу же сказали, да, о том, как, например, логопед, там, все. Вот вы также сделаете, как бы рубрики, как в компьютере, да, вот у меня папка такая, вот взаимодействие логопеда с этим, и вот там кейсы, вот эти видеороликов собираете. Вот здесь, например, как детский совет проводит, здесь среда. И потом тогда это можно все анализировать, смотреть, обсуждать, а вот, может быть, другим давать смотреть, какие-то такие иные формы работы с коллективом искать, не знаю, посмотрите. Ну, вот, поэтому не знаю, коллеги, я говорю, я ведь очень за то, чтобы мы встретились в другое время, в другом месте в плане каких-то вот интересных там вещей, чем мы можем вам помочь в плане вот инновационной деятельности, не знаю. Смотрите, сейчас вот этот день просто сегодняшний, он как-то, знаете, вот мы ведь не знаем, я ведь не знаю, как у вас там все складывалось, да? Я же только наблюдаю за деятельностью вашего детского сада потому, что размещается на Фейсбуке. Вот сегодня я увидела, и я понимаю, что вам нужна где-то какая-то поддержка. Вот понимаю уже сейчас, поэтому, не знаю, давайте думать вместе, что, у кого, там, как. Наталья Васильевна, да? Вижу только одни волосы. Да. Это Ольга Рауфова даже. А Наталья Васильевна даже и не вижу, где-то убежала, да? Ну, Я убежала на да. Поэтому не знаю, Галина Анатольевна, смотрите, но я говорю, вот этот вот сегодня там такое интересное, новое, да, и раз так с другой стороны показывается. Очень много сегодня было взрослых для меня у вас. Очень много. Вот если вчера взрослых там практически не было, во всех зарисовках, да, то сегодня как бы вот взрослые, прям их было очень много по сравнению с детьми. Поэтому вот просто надо было подумать, как соотнести это, то есть почему, что мы хотим этим показать, когда показываем, что еще взрослые организуют деятельность детскую, да, когда он ведет детей за собой, когда он дает им содержание и так далее. Вот что мы хотим этим показать? Нужно ли это сегодня профессиональному сообществу? Да? Вот как бы вот такие вещи и все. Поэтому ничего. Я очень рада, что состоялся этот разговор у нас. Очень рада. И пусть даже ни о чем не жалейте. Вообще ни о чем не жалейте. Потому что каждый день он нам показывает то, куда нам дальше профессионально двигаться. Поэтому этот разговор останется между нами, вот сейчас, который идет. Если у вас, Галина Анатольевна, там, Наталья Васильевна, Наталья Владимировна, Вера Рауфовна, если будет желание, чтобы мы подключили вам в помощь 12 детский сад, просто мне скажите. И я договорюсь, стажировка будет организована. Если нет, значит, я делаю вывод, что нет. Вы сами справитесь. И, соответственно, какие-то там только единственное, что вот надо подумать, как, что
сделать вам. Поэтому вы, не знаю, спрашиваете, обращайтесь, чем, я не знаю даже, чем вот вам помочь. Если формы работы с кадрами, там, современные, как там убедить, что ну, давайте на эту тему встретимся, подумаем, как, что вместе, какие-то решения, не знаю, посмотрим. Не знаю, но вы, главное, Галина Анатольевна, вы, как вам сказать, как руководителя тоже вас очень хорошо понимаю, потому что, мне кажется, вы делаете все возможное. Ну, все возможное для того, чтобы и мотивировать кадры, и поддерживать их, и поощрять их, да, и финансово, и, ну, всячески. У меня почему-то нет сомнений абсолютно в этом. Поэтому здесь, значит, дело остается немножко за изменением сознания в головах, а это не быстрый процесс, да? Поэтому подождем. Смотрите, я говорю, я только единственное вижу, что если нужна будет помощь, то поможем. И если вам нужен тайм-аут какой-то, ну, в плане вот наших мероприятий, скажите, я не буду вас трогать. И вам сейчас надо было сказать, что вы не будете участвовать. Но если вы, например, вот, ну, как-то вот считаете, что не были готовы. Ну, нет, я к тому, что мы бы не восприняли это никак. Ну, нет и нет, ничего страшного, Господи. Да, ведь? Ну все, как бы уже все, уже приняли участие, показали. Я думаю, что очень яркими такими пятнами сегодня запомнились и Наталья Владимировна с балалайкой, и снег наш, и детский сад ваш замечательный, прекрасный, и пространство там вот эти, которые используются, и дети, что делали там, интересно. Я думаю, что впечатления, они достаточно хорошие были у стажеров, ну а наши внутренние, мы же намного больше их знаем, Да, правда? да. Вот и все. Поэтому это уже наш внутренний разговор. Так что не знаю, коллеги, спасибо вам. Отдыхайте. Спасибо огромное. Да, думайте о чем-то. Мы всегда вас поддержим. И просто знайте, что вот в том, что сейчас происходит в вашем детском саду, вы не одни из вдохновенцев. Просто знайте об этом. И сейчас, пока вот это каждый переживет, прежде чем вынести это наружу, да, это процесс такой. Но я-то просто знаю ситуацию во всем. Мы мучаемся, да? Сомнений. Не одни вы. И знаете, что самое еще интересное? Вот когда мы смотрим российские мероприятия, которые проводит платформа вдохновения, когда транслируется опыт, я всегда остаюсь в очень большом недоумении. То есть я как бы вижу, я же тоже не глупый человек, я же читаю, что написано в программе, да, я понимаю, что там написано, и когда я вижу, что показывает практика, ну вот, по крайней мере, по северо-западу, другие я регионы не смотрю, я очень сильно удивляюсь. Там не пахнет вдохновением вообще. Вот. Поэтому я не знаю, зачем, для чего это транслируют. Да, и как бы самое главное, это вот вдохновение для меня, это именно когда дети действуют самостоятельно, когда взрослый, он читается за детьми, то есть это же заслуга взрослого, потому что дети так раскрываются замечательно, ну, через видеоролики. Это ведь заслуга того педагога, который работает с этими детьми, но через видеоролики его не видно. Или когда наши бедные дети скучают на детском совете, не знают, куда глаза девать, ну, нет. Так что не знаю, будем думать, и я думаю, что все будет нормально. Все будет потихонечку нормально. Так что сильные стороны у вас есть, надо их вычленить. Слабые стороны, они всегда есть у каждого из нас, у каждого абсолютно. Мы не идеальные, ни люди, ни педагоги. Поэтому их надо просто принять, согласиться с ними и просто думать, как сделать лучше для детей. Именно с позиции детей. Все. Мне кажется, у вас сейчас такой благостный, очень переломный какой-то момент идет, да? Ну пусть он пройдет. Пусть он пройдет менее болезненно. Пройдет. Да, менее болезненно пусть пройдет. Вот, поэтому по кадрам подскажите, помогите. Если что, я не знаю, Галина Анатольевна, освобождайте тогда Наталью Васильевну, пусть встает на группу, работает, доведет, подготовит. Спасибо, Татьяна Валерьяновна. Так она бежит с удовольствием. Да, ну а почему? Потому что она, Лена. да, если она болеет, ну а почему нет? Так тоже решение, это только управленческое решение сейчас может быть, чтобы довести эту группу нормально до конца. Она пляшет. Она там, Как будто ее От ей радости. кто-то мешает. Галина Анатольевна, вы поймите, у вас будет первый практикующий старший воспитатель. Оставьте там 0,25, например, старшего воспитателя и отправьте ее на группу. У вас первый практикующий. И она, когда сама это проживет все, она потом сама сможет других учить. Не хотите, да? Подумаем, скажите, Галина Анатольевна, подумаем. Но Наталья Васильевна уже не будет интересно только с детьми работать. То есть это вы не беспокойтесь за это. Ей уже не будет. Она уже потому что понимает, что она
уже немножко другое попробовала, ей хочется донести это. Вот иногда для того, чтобы донести, надо 10 раз делать самому, а это только можно сделать с детьми. Или время просто, Галина Анатольевна, обозначить. Например, утро в группе работает Наталья Васильевна. Например, Наталья Васильевна там 2 месяца. Группа, она работает в этой группе. А остальное время, там, с 13 часов она работает, например, старшим воспитателем. Но это будет длиться ровно 2 месяца или 1. Все. И тогда она сможет подучить других быстро на своем примере. Вы, кстати, очень хорошая подсказка. Да, просто сроки обозначьте ей, и она, мне кажется, очень хорошо. А потому что утренний отрезок, он самый сложный. Там как раз идет все вот это вот, знаете, планирование деятельности, детская деятельность. Вот пусть Наталья Васильевна, покажите мне, пожалуйста. Наталья Васильевна, просто в глаза хочу посмотреть. Не вижу Наталью Васильевну. Да. Просто хочу посмотреть в глаза, чтобы понять, может быть, нет. Наталья Васильевна, ну как? А не вижу все равно. Ну как, вы согласны на такое? Да я и так там провожу, Татьяна Валерьяновна, все время. Я каждое утро там на группах, конечно, поэтому, все равно, Галина Анатольевна, проходишь и где-то с детками играешь. Это. Да я не против, Татьяна Валерьяновна, я только за, я здесь не очень люблю работать. Нет, вы большая молодец, и я говорю, я когда вот вас вижу, и ваши там зарисовки вижу, они, конечно, вот мне они очень созвучны, вы это знаете, я много раз писала вам об этом. Вот то, что вы, как вы мыслите, как вы понимаете, какая должна быть жизнь в детском саду, вот это мне очень созвучно, лично мне очень созвучно. Просто вот хочется... когда у тебя много идей, их никто не поддерживает, или мало людей, кто поддерживает, в этом плане очень сложно. У нее, Наталья Васильевна, идей всегда много, и у нее очень такая какая-то специфичная, как вот сказать, даже вот интересно, она общается с детьми, и вот это вот удивляет. Так я же видела ее. Да, я же видела здесь в Сыктывкаре. Конечно, мне много не надо смотреть. Мне достаточно 5 минут, и я уже все, я уже понимаю. Поэтому, Наталья Васильевна, по поводу идей, а я не знаю, пусть Галина Анатольевна своим волевым решением скажет, что любую идею Натальи Васильевны надо поддержать в ближайший 1 месяц, например. Какие-то сроки. И если эти идеи будут эффектны, иметь эффект, то почему нет? Да, Наталья Васильевна? Не знаю, я вас тоже, вот смотрите, каждого из вас, вот я Наталью Васильевну вижу, я Галину Анатольевну вижу, я Наталью Владимировну видела, да, она все пошла, я Лиру Рауфовну. И вот знаете, вот я вам честно скажу, вот сейчас передо мной сидят 4 разных человека, каждый со своим профессиональным мнением, с профессиональной позицией, и пока у вас они не состыковываются в понимании. Вот да, но это нормально, надо найти что-то ключевое, такое хорошее. Спорим, да? Поэтому у нас были очень бурные сейчас да. споры, пока за эти 15 минут. Да, и все 4 разных варианта. Вы абсолютно правильно. Вот вы настолько тонкий психолог, Татьяна Валерьяновна, и просто умный советчик, и вообще вот, как вам сказать, вот близкая подруга, да, вот вы нас сейчас столько времени нам уделили внимание, вы настолько нас тонко поймали, каждую из нас, вот всех 4. А ведь, да, есть моменты, вот, например, когда я с вами полностью солидарна, даже некоторые моменты, мои слова, вот вы сейчас повторили, допустим, да. Вот Наталья Васильевна, она как человек творческий, который живет жизнью детей, в отличие от нас, от других, она в некоторых местах, вот мы ее не понимаем, она нас не понимает. А у Галины Анатольевны, как у руководителя, есть своя позиция. А потом я говорю тоже, как Галина Анатольевна, вот я такой человек в жизни, всегда шла вперед, трудностей не боялась. Меня всегда пугают вот такая фраза «идти по наилегкому пути сопротивления», как вот правильно вот поймать тот момент. Мало ли там, например, кто-то не хочет, а потенциал есть. Мало ли там имидж учреждения есть. А есть перед нами дети, которые 3 года жили, 2 года жили этой жизнью. А почему по халатности или по лентяйка, допустим, кто-то, она почему должна разрушить наши начинания? Понимаете? Каждый человек должен быть на своем месте. И вообще, Татьяна Валерьяновна, есть, вот мы говорим, не ломаем мышление. Вы знаете, сейчас приходят с института такие молодые, а им ничего не нужно. У них глаза не горят. Они
Мало того, что они методически слабые, я вам честно говорю. Да, Мы с вами живем той методикой, которую нам дали еще в те годы. Понимаете? Они плюс как Галина Анатольевна, если между нами раз вот так говорить, у Галины Анатольевны за все есть материальное такое стимулирование. Вы знаете, вот человек просто повесил, человек просто вот по-другому родительскую встречу организовал, у нас уже доплата. То есть я к чему все это говорю? Вот если мы будем там учитывать вот эту вот расхолаженность, вот эту, как вам сказать, вот нежелание такое, понимаете, нам вот сейчас вот этот разговор, вот для меня лично, да, как человека, как зама своего руководителя, натолкнула прежде всего на те позиции, допустим, вот, а нам надо больше вдохновенцам между собой вот это обсуждать, вот тем педагогам. А мы, как вот старшие воспитатели, методисты, мы им должны раскрывать те стороны, которые трудно даются этим нашим педагогам. То есть мы вот этим еще досконально не занимались. Поэтому я никогда не соглашусь уйти куда-то, потому что мы внутренние резервы еще должны научиться правильное русло вот так вот это как направить. Вот. Поэтому тот разговор, конечно, проще всего отказаться. Конечно, проще всего, допустим, взять тайм-аут. Может быть, так и произойдет, я не знаю. Мы сейчас будем над этим думать, потому что лично у меня, например, у нас у всех душа болит. Просто как это сделать? Нет же таких, Натальи Васильевны Баркаловой, несколько человек, несколько таких. Да, ну, значит, мы должны то, что имеет этот педагог, надо вот за собой вести. Сделать, да, сильной стороной этого педагога. Но да, вы все правильно говорите, просто я думаю, что, как сказать, вот там даже не то, что мотивация, да, какая-то внутренняя, именно отношение к профессии, отношение к своему делу, отношение к своей части жизни, да, которая проходит вот с этими детьми. И если человек относится к части, к этому кусочку своей жизни, ну, знаете так, с равнодушием, то я не знаю, как это изменить. Это нигде не будет успеха. Будь это новая программа, не новая программа, поэтому... Поэтому, да, Лера Руфовна, спасибо вам большое тоже за как бы комментарии, тоже вас услышала. Ну вот и очень хочется, да, чтобы у вас там внутри в детском саду вот сложилось какое-то единое понимание той новизны в содержании дошкольного образования, да, к подходам к детям. Ведь шаг, у вас даже не то, что первый шаг, у вас очень много шагов сделано. Чего вот жалко, столько труда вложено, и сейчас мы живем этой жизнью, мы уже видим позитивы. Поэтому нам надо подумать, Татьяна Валерьяновна, мы над чем будем... Вы знаете, вот подумайте, я вам только маленькую завесу открою, я думаю, что Наталья Васильевна знает, потому что она очень часто, ну, как бы бывает на Фейсбуке так, в силу того, что часто тоже молодец, очень размечает, и я всегда очень люблю ее публикации, потому что они очень вкусные, красивые, интересные, такие, ну, созвучные, мне очень нравится это, и как профессионалу нравится, и как человеку нравится. Вот, я просто, знаете, что хочу сказать, вот у нас есть детские сады, я не буду называть сейчас номера, да, я деятельность вижу только тоже через Facebook. Вот почему эта площадка коммуникативная на Facebook, она вообще очень хорошая, потому что она сразу все показывает. И вот эти видеофрагменты, они тоже все показывают. И знаете, что меня очень радует? Очень радует. Вот как бы, ладно, вы у нас все-таки стажировочной площадкой были, да, вы людей принимали, куда-то там двигались, ну, я имею в виду, что вы не были. А ведь у нас есть детские сады, которые вдруг откуда-то выплыли и стали инновационными площадками. Вот они, знаете, мы о них не слышали, не видели, и тут вдруг, ну, хорошо. А у нас же все на доверии, то есть если вы считаете, что нужно, значит, вы реально оценили свои силы, и вы реально хотите заниматься этой деятельностью. И вот когда сейчас произошло, вот год уже прошел, потому что самый хороший результат по инноватике, вы знаете, это через 2 года. Поэтому у вас еще все, наверное, впереди. Вот. И я очень довольна тем, что чисто вот я, когда наблюдаю за детскими садами, они за другими, они очень вырастают сами. То есть вот за этот год, даже в понимании того, ну вот простые примеры возьму, это наши теремковцы, я вам сразу скажу. Даже те вот сами, они детские сады, они очень вырастают в понимании того, что, например, ну, условно говоря, если они делали так,
и всю жизнь они делали так. Ну, проще говоря, вот, например, проводили они музыкальные праздники в группах раннего возраста без присутствия родителей, да? Ну, что скажете? Это у нас так было в традициях, не приводить родителей. А тут вдруг они пробуют, и я уже вижу первые вот эти шаги, они делают иначе. Им это самим доставляет очень большое удовольствие. То есть они растут. И вот этот рост, хотя инновационная площадка так не должно быть. Они должны быть уже изначально с очень хорошим уровнем, высоким уровнем, и они должны идти вперед, да, всего. Да. А у нас получилось в республике немножко наоборот. То есть те, кто вроде где-то вот так, да еще даже не дотянули до уровня инновационной площадки, и они сейчас только к нему подходят, а им надо еще двигаться вперед. Но я даже вот этому очень рада, потому что они на глазах меняются. Это очень здорово. Поэтому, не знаю, мне кажется, у вас в любом случае превращения какие-то есть. Лера Руфовна абсолютно правильно сказала, что сейчас надо сесть, подумать вам всем, куда вы идете, с коллективом только, с коллективом, да? Да-да. Зачем это надо, как вы это будете делать. Проблема в кадрах? Хорошо, давайте будем думать, как мы можем привлечь кадров виртуальные онлайн-няни, онлайн-воспитатели, вечернее время, да, Наталья Васильевна? Включаем большой экран, работают воспитатели. Откуда привлечем? Хотите, с Зеленогорска, Красноярский край, будут развлекать. Мы Печору к себе забрали бы. Ой, Печора там тоже у нас интересно. У них, то есть, когда интернет наладится, вот тогда мы можем. У них пока там проблемы с интернетом. Поэтому ну, они тоже не просто Печоре сейчас, да, они тоже там немножко у нас. То есть то, что Марина Владимировна сегодня говорила вам про музыкальное занятие, у меня очень много претензий к этому же музыкальному занятию, фрагмент которого я видела. Поэтому у нас, да, но у меня, знаете, претензии не к организации даже, нет, она-то больше говорила про организацию, а Наталья Васильевна, вы меня поймете, у меня, знаете, больше всего к чему такие нюансы, потому что если когда вот все мы по-разному очень понимаем, что такое детская инициатива и детская идея, вот если мы к единому пониманию придем, это будет замечательно, потому что, вот, например, ну, если, вот считайте, да, если есть детская идея, инициатива, например, станцевать танец, да, вот вы представьте себе, если музыкальный руководитель говорит, иди танцуй, вот тебе сцена, танцуй, это замечательно. Да, она поддержала детскую идею, но это же не только для того, чтобы ты отпустил ребенка. И когда ребенок станцевал, и вот я немножко не понимаю, как музыкальный руководитель, даже не воспитатель, да, не может проговорить потом о том, что «а ты через танец ты что хотела выразить? Ты что нам хотела рассказать? Ты о чем нам хотела рассказать?» Вот я таких вещей, ну, это профессионально, мне кажется, не совсем правильно. Или ребенок играет что-то, свою музыку, да, а о чем? Ты как, вот о чем? Какая мелодия? Вот это очень важно поддержать. А когда, например, вот это и есть для меня поддержка детской инициативы. То есть ты поддержал, но ты и дальше ребенка повела вперед. Вот умение работать в зоне ближайшего развития. Да, он не знает пока как. Он просто на дудочке сыграл. А что? Это песенка кого? Чья? Пообсуждай. Вот, к сожалению, это тоже Печора тоже этому учится. Учимся, да, все учимся. То есть поддержка детской инициативы – это всегда еще и дальше развитие должно быть наперед, как бы, знаете, как путь показывает взрослый. Вот в этом ценность и важность взрослого человека. Да? Да. В общем, тут много, да, я очень рада. Так что, Наталья Васильевна, дорогая, вам сегодня 5:30 обеда встали. Я плакать хочу. Да, у вас уже прямо щеки такие красные. Вы не волнуйтесь, вы не переживайте. Все, что вы могли, вы лично, вы все сделали абсолютно правильно. Правильно, правда. То, что ждет вас впереди, ждет только очень все хорошее. Я вам сразу скажу, да, это сейчас у каждого из нас наступает переломный момент. И поэтому вы и ваши коллеги сейчас немножко пока находитесь на распутье, на профессиональном, но вы обязательно придете к пониманию к того, куда вам дальше всем вместе. Вам важно сейчас всем вместе двигаться. И потихонечку вы обязательно пойдете по этому пути, а мы вас обязательно поддержим. Поэтому, памятуя о том, что говорила Галина Анатольевна, Лера Рауфовна, да, ну тогда все, тогда ни от чего мы не отказываемся, идем вперед, двигаемся дальше. Наталью Васильевну ставим официально. Наталья сама решит, да, Наталья Васильевна, что будет, поэтому все нормально, все хорошо. Но я говорю, вы не бойтесь таких разговоров. Если что-то смущает,
я говорю, я всегда открыта. Именно профессионально. Вы меня знаете, я никогда не скажу, если мне очень хорошо, я никогда не скажу, что это хорошо. Но я не буду как бы линчевать. Да. Вот, поэтому, Вы живете нашей жизнью, Татьяна Валерьяновна. все будет нормально, не переживайте. Но вот я говорю, может быть, этого разговора бы и не было, если вот сегодня такой вот целостный, ну вы сами прекрасно говорите, что целостно ничего не получилось, потому что вот какие-то моменты они нам помешали, но мне кажется, это хорошо. Это хорошо. Это хорошо. И для вас, и для нас, и для всех это хорошо. А для наших стажеров это супер хорошо, потому что они увидят продукты сада и замечательные, интересные вещи. Да, интересно. Да, у нас там есть КРТ «Интеллект». Это наши частные развивающий центр, и, конечно, они смотрят на все с большим, ну, таким удивлением, потому что у них-то ведь все не так, и у них как бы, ну, другие варианты совсем. Ну все, так что, Наталья Васильевна, все нормально, все хорошо, не переживайте, не волнуйтесь. Наталья Владимировна тоже там за кадром. Спасибо большое, Галине Анатольевне. Поэтому, уважаемые коллеги, спасибо, отдыхайте, ни в чем себя не вините, ничего плохого там про себя не думайте, я просто вам запрещаю это делать. Вот, мы совсем справились, да, все, что вы могли, справились, и хорошо бы, если этот разговор состоялся у нас раньше, до как бы стажировки, но ничего страшного. Хорошо, что он состоялся сейчас. Поэтому спасибо вам огромное, будем вас ждать. Наталья Васильевна, я вас не буду убирать как спикера, мы так по нарастающей пойдем, поэтому если какие-то у вас будут желания и так далее, что-то говорить, ну, вашему детскому саду по поводу завтрашнего, послезавтрашнего, вот я всегда, вы же видите, я всегда спрашиваю в чате, да, коллеги, кто хочет сказать. Поэтому смотрите и какие-то, может быть, вещи тоже, ну, призывайте. Если, ну, нужно оставаться, мы потом также будем оставаться на дискуссии. Ладно, все. Поэтому спасибо вам огромное. Я надеюсь, что нас никто не слышал. Нет. Да, нет, не было ли посторонних у нас людей. Нет, вот, не знаю, смотрите. Да, у вас радужников точно никого нету, да? Нет, нет, радуга нет у нас. Нет. Ладно, хорошо. Ну все, отдыхайте. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания. До новых встреч, до завтра. Хорошо? Все, отдыхайте. Все, спасибо. Сегодня, Наталья Васильевна, сегодня, пожалуйста, разместите, вот у вас очень красивая экскурсия по виртуальная. Давайте разместим ее, пусть знакомятся, пусть смотрят. Будем приглашать всех виртуально в ваш детский сад. Почему нет? Да? Если не жалко. Нет, не жалко, разместим, Татьяна Валерьевна. Вы сами, я-то нет. Для сообщества, для Российской Федерации, для других вдохновенцев, которые смотрят. Саратов у нас сегодня был, поэтому давайте, все. Спасибо.